И тянется с креста Буд передать Иосифу 4 грозных слова, и мнится уже буду, что за эти 4 страшных слова распят он, казнят в бессильном гневе обреченные владыки послов войны. И пытается освободиться и рвется, как птица из селков Буд, и не может вырваться. Или, может быть, ему давно уже лишь только кажется, что он из селков рвется. Ждет Буд Воиславу, дочь, хочет с нею весть Ольге княгине передать. Не дочери он дождется, а испытания страшного, в которое, коли не было бы оно, засвидетельствовано в старинных хрониках, и поверить в то было бы нам не можно. Слышишь, Буд? Слышишь, как полночь к тебе идет? О, Буд, не открывай больше очей. О, Буд, зри, ежели узреть тебе небом и такое отведено. Отверзни, отверзни скорее очи свои. Зри, как низко склонилась к тебе твоего прадеда сестра Луна. Хочет сестра солнца укрепить волю твою, и ты сам укрепись, ибо тяжелее смерти то, что эта полночь приносит тебе. Ой, или слышишь ты уже крики бранные, ой, или вопли странные, слышишь? Гневился ты, что распятие отдали тебя, язычника, к кресту пригвоздили, но смилостивились они над тобою, ведь не пытали, не мучили, обыкновенным убиением возраст твой пресекли. Теперь же зри, будто искры засветились в темноте, и ярче искры, и костры запылали, и уже рядом звон мечей, и голоса, и бубны приближается к тебе. Нету у тебя языка, но покуда не выклевали вороны твои синие очи, помолись хоть взглядом ушедшему солнцу. Проси, чтобы вернула повозку небесную, тебя в нее захватило, душу твою из тела твоего скорее взяло. И уже скачут, скачут поклоняющиеся Кауру, а и прискакали они на кладбище, а и начинают праздновать свой праздник по обычаю ужасному. Ой, Буд, или не слышал ты, что по старому обычаю заключают здесь убитых врагов в бочки с медом и так возят с собой на битвы, будто талисманы? Али не знаешь ты про здешнее поверье, будто труп врага дом охраняет и дождь вызывает? Ой, Буд, за трупами на кладбище скачут, скачут в полночь поклоняющиеся Кауру. На кладбище в полночь хотят совершить они свой ужасный пир. Не пришла за тобой, Буд, твоя дочь Воислава, а вот эти прискакали, пришли. Зри, звенят мечи и ножи. Среди трупов бьются муж с мужем, а жена с женою в нагом состоянии, и наносят себе кровавые рубцы на щеки и руки. Зри, вот и тела мертвые со крестов и колов снимают, и разврату с трупами предаются, и скачут, скачут, пустив коней в разные стороны, кому плач и рыдание, кому игра по старому демонскому обычаю. Ой, крепись, Буд, до рассвета будут пировать меж крестов поклоняющиеся Кауру. Разные обычаи в городе на реке, разные племена смешались, и боги тут разные. Немногие в городе верят в Кауры, из Кары-Хазар такие, из потомков гуннов. Но не заступился сегодня за тебя, Буд, твой бог солнце. Кауру вот отдан ты,
Умри, умри же скорее, Буд. Умрите, не глядите синие очи. Вот делят с криком и бранью трупы, будто живых пленников. Вот снимают с креста на поругание и твое тело. Скачите, скачите же скорее, быстрее, черные кони. Пыль в степи заречной поднимайте. Вы схватите, подберите душу купца русского, от тела увезите душу, не дайте душе его узнать, что сотворят с его телом. Эй, Карна, живее положи на глаза Русу свою черную пополому. Эй, Желя, не пришла к Буду дочь Воислава, тебе одной размыкать про него по Руси огонь в пламенном роге. День 31. Сирах, черное пламя. Хатун Сирах, нагая, лежала в жаркой постели. Сирах всегда было жарко, такая уж пылкая была у нее натура. Сейчас она в 1000 раз подсчитывала, складывала сыпавшиеся на нее в последнее время, как из рога изобилия, дары судьбы. Она чувствовала себя на вершине жизни. Свершилось, осуществилось даже то, о чем она 20 дней назад могла только завистливо мечтать. То даже, что казалось совершенно несбыточным, и оно к ней пришло. Стоило только вложить в отношения с людьми всю свою неутомимость, весь природный, неостановимый напор, который когда-то помог выжить, выстоять женщинам ее рода, как дрогнула стоявшая перед ней глухая стена, и из дочери презренного кувшина, а потом жены захудалого заводного кочевника, охранника чужих спин, она превратилась сначала в наложницу царя, а потом и в его хатун, первую женщину хазарского каганата, главную жену. Сирах чувственно засмеялась, растянув свой красивый хищный красный рот. Ее черные, как виноградная лоза, змеившиеся волосы разбежались, расползлись по оливковому телу. Мои волосы — черное пламя, в нем сгорают без пепла. Мои волосы — южная ночь, в них бесследно влюбленные гибнут. А мои груди теперь как башни, потому он во мне находит оплот. Он — это Иосиф. Сирах ничуть не сомневалась, что это ее напор заставил его решиться на то, что было давно подготовлено, но на что сам Иосиф не решился бы никогда. Стол был давно накрыт, но не садились за него его предшественники, не сел бы и Иосиф, если бы не черное напористое пламя волос Сирах, не ее башни груди, которые словно самой природой рождены для того, чтобы охранять престол. Он был царем ее грез, стал благодаря ей царем государства. Девчонкой, ночуя жаркими ночами под раскидистым тополем, гордостью пропахшего рыбьим клеем Вениаминова двора, она часто вслушивалась в крадущиеся мимо их двора шаги. Она знала, что это влюбленные спешат на ночные сладкие свидания, и всегда тут же представляла, как к ней под раскидистый тополь прокрадывается похищать ее ласки сам рыжекудрый Иосиф. Но это были всего лишь дозволенные мечты девушки о своем принце. Никогда, даже когда уже стала она волею необъяснимой удачи первой прислужницей при дворе управителя, она все еще не смела поверить,
что Иосиф войдет к ней. Но башни победили даже управляющего богатства. Вот как красиво могла потом рассказывать всем Серах историю своего замужества. Не правда ли? Одно удовольствие рассказывать другим про себя такую историю для зрелой и завидной женщины. Правда, злые языки в базарных меняльнях трепали и другое объяснение. Слышали? Нашего сбежавшего на Русь еретика Караима Вениамина там, в Киеве, купцы и ремесленники старостой хазарского подворья избрали. Влиятельной особой стал теперь Вениамин, с большим значением. Русь-то ведь набирает силу. Куда торговому человеку за богатыми барышами лучше всего податься, как не на Русь? А у кого ходатайство получить перед княгиней Ольгой о помощи в торговых делах? Получается теперь, что у Вениамина. Вот каким нужным человеком стал в Киеве для всех Вениамин. Вот тебе и еретик. Это он тут, где нас слишком много собралось, был еретик. А в Киеве более подходящего хазарина и впрямь было не найти. Из Итиля бежал, гонимый, значит, торговые интересы Руси, а не хазар блюсти будет. К тому же Караим Ананит об избранности своей не кричит, с другими народами на равных ужиться хочет. К нему, само собой, на Руси доверие вышло. А наш Иосиф-то тоже хитер, как узнал о возвышении Вениамина, так сразу Сирах из прислужниц главной женой сделал. Ловкач Иосиф. Лазейку себе готовит, чтобы бежать было куда. Тут гузы придут, а он в Киев, на хазарское подворье, гляди, небось, уже и капитал в Киев на нужный случай переводить начал. Господь с тобой, что ты говоришь? Не пожалуют тебя за такие мысли Всесвятой. Иосиф же наш царь. Где ты видел, чтобы цари от собственного престола бегали? Да помилуй нас, Шехина! Сирах плотоядно засмеялась и открыла глаза. Она открыла глаза, и тут же явилась ее прислужница Валла, без зова, бесшумно и скоро. Сирах жестом отослала ее. Уже когда-то была в дверях, крикнула вслед: «Иди веселись! На улицу, в толпу!» Сирах любила быть щедрой, если щедрость ей ничего не стоила. Пусть Валла веселится, а заодно принесет повелительнице короб слухов. Слухи ведь как цветы. Иные увядают, не дав плодов, но после иного цветения бывают очень нужные плоды. Пришел цирюльник. Сирах посмотрела в зеркало, велела перекрасить кончики пальцев на руках и ногах. Несколько раз заставляла заново оттенять глаза и прочерчивать брови. Около часа крутила, складывала на голове так и сяк свои змеящиеся маслянистые, как черный виноград, волосы, меняла укладку, форму, искала линии. Остановилась на высокой византийской прическе и посмотрела на себя в зеркало в последний раз, какая она красивая, с уложенными волосами. Прибыли два стражника, из них один Булан, чтобы сообщить, что Иосиф задерживается, потому что прибудет не из своего дворца, а с берега в низовье реки. Якобы и пришлось ему опять умиротворять столкновение мусульман с христианами. Сирах глядела на Булана сверху, как будто никогда не была близка с ним. — А много было христиан? — наконец небрежно спросила Сирах. Она догадывалась, что столкновение выдавалось за распрю разных вер. Булан промолчал. «Так русов много было?» — повторила вопрос. Хатун, сообразив, что Булан боялся ей лгать, и, видимо, силится сейчас вспомнить, сколько же на самом деле среди язычников оказалось с крестами на груди. Теперь вопрос был более понятен, и Булан быстро и угодливо ей ответил: «О, совсем мало». Сирах решила проявить внимательность и заботу.
А как же вы, смелые посланцы царской воли, вам же теперь не достанется вашей законной Ольге добычи? Все в порядке, Хатун. Наша доля уже с нами. Арстархан распорядился отдать нам монетами. Разглядывая завернутую в почти прозрачный вессон царицу, Булан ел ее глазами. Она сама почувствовала легкую дрожь, слабый приятный пот, совсем свои, только ее серах запахи, терпкие, женственные, приятно соединились с втертыми в тело заморскими благовониями и окружали серах как невидимым облаком, острым призывным ароматом. Все-таки он был резвее Иосифа, призналась себе Серах, даром что обыкновенный кочевник. Но тут завыла с крыши белого храма гидравлическая труба Магрефа, звала на свадебный хоровод. Серах прогнала стражников, поспешно бросилась сама надевать парадное платье. Прислужницу она отпустила. Это было несложно. Согласно древнему обычаю, платье было шито из цельного четырехугольного куска материи, и Серах надела его сверху, как мешок. Голые руки и голая шея, ноги видны выше колен, раздувающиеся, словно уже заранее хватающие воздух страсти, породистые ноздри. Вошел Иосиф, и Серах кинулась ему на шею. Серах не очень скучала в своем дворце по Иосифу, но сегодня, в брачный день весны, они оба сейчас будут принадлежать друг другу уже не ради самих себя, а для города, для всех. Это как первый танец, которым они должны открыть праздник, как первая пара, открывающая шествие безудержной любви. И женщина в первой паре должна быть всеобщим соблазном. «Ты не ошибаешься, опять не пропустив мимо города в море дружину русов?» Вдруг ласково укоряюще спрашивает Серах Иосифа. «Нет», — мгновенно и резко вскипает Иосиф, «если твой отец там на Руси прижился, так мне уж здесь и всех русов, что ли, трогать нельзя?» «Почему же ты тогда так зол, милый?» Серах делает резкое движение, и флейтистки, и танцовщицы разом исчезают, отрезанные падающим на ложе балдахином. Серах наклоняется над Иосифом. «Что вы все от страха животами заболели? Поймите же, они не смогут отомстить, их войску не дойти до нас. Это ложь, что молодой бар Святослав уже дошел до Вятичей. Это Вениамин твой придумывает. Твой отец тут тоже все придумывал, мутил воду. Зачем только на мою голову приветила Ольга в Киеве этого сбежавшего от нас еретика?» Иосиф повысил голос. «Нет-нет, Святославу не пройти с большим войском по болотам. Вениамин мутит воду. Святославу не пройти. Он так усердно уверяет в этом Серах, что Серах понимает, что он испуганно успокаивает себя. Серах молчит. Осторожно опускается рядом с Иосифом, замирает обиженная, безнадежно остывающая. «Нельзя было иначе», — продолжает напирать Иосиф. У него вспыхивают глаза, но не любовью. Он нервничает, он хочет убедить опять не Серах, а больше себя. Если сквозь плотину дать просочиться хоть нескольким каплям, то польется струйка, потом усилится, снесет всю плотину. Русы рвутся в море. Тебе не нравится цепь, которая перегородила реку? Но что ты понимаешь? Что вы все понимаете, советчики? И потом, разве это я? Это не я, это они. Они, мусульмане, харизмийские наемники. Тут распря, религиозная нетерпимость. Арстархан совсем вышел из повиновения.
Надо его наказать, отстранить. Хочешь, я сменю его твоим буланом? Серах изгибается телом, ломучим, сюсюкающим голосом пытается успокоить повелителя. Иди, иди же ко мне, любимый, дай поцелую, дай обласкаю тебя. Я только хочу сказать, что купцы могут возроптать. Герфанхас жалуется, торговле война мешает. Лицо Иосифа порыжело, стало совсем под цвет его накрашенной хной раздвоенной бородки. Над переносицей сплелись морщины, он отталкивает Серах. «Нужны мне твои ласки, защитница купцов. А я что им, враг? Я же их послушал? Да это же они заставили меня раструбить на весь мир о царской короне, писать письма не по делу, а для звона. Ах, то царство Шехина! Ах, народ без государства обрел свое государство! А чего добились? Сами мы всем нахвалились, что тут лакомый кусочек. А? Ты понимаешь? Сами ввязались. Сидели бы тихо. Ах, нет. Вам подавай славу. У веры в неизреченного свой престол. Но вы опять недовольны. Иосиф хватает Серах за плечи, он трясет ее. Серах вскрикнула, ее губы раскрылись. «Милый, не срывай на мне зло». Через час от правобережного дворца великой Хатун-Серах двинулась пышная процессия. И упали ниц, как перед поездом Кагана, перед этой процессией зеваки, давно с самого рассвета толпившиеся возле дворца Хатун в предвкушении зрелища, поползли в пыли, расплачиваясь за удовольствие быть зрителями. Впереди, позванивая саблями, широкой дугой вышагивали арсии. Они безжалостно щекотали саблями зазевавшихся, тех, кто от восторженного страха не успел посторониться и разлегся прямо на дороге. Сразу за арсиями белые евнухи несли роскошные носилки, украшенные плодами граната. Но носилки были пусты. Иосиф и Серах не прятались от толпы. Они хотели, чтобы их любили, считали охотно снисходящими к толпе. И они сами шли перед своими носилками. Впереди гордо вышагивал Иосиф. На нем была белая мантия и голубой пояс первосвященника белого храма и академии. В руке он, как герб, нес огромный золотой плод граната со вделанными в него сверкающими бадахшанскими рубинами. Серах громко постукивает своими золочеными на толстенных подошвах сандалиями позади Иосифа. Она возвышается сзади него, как стена. Она делает над собой усилие, и губы у нее становятся, как у царя, довольными, порозовевшими. На них блуждает мягкая, сытая улыбка. Процессия уже возле наплавного моста. За царем и царицей несколько носилок, которые несут уже не евнухи, а арсии. Наваленные на носилках тонкие шелка и прочное полотно, жемчуг и драгоценные камни. Божья доля из того, что наотнимали сегодня у русов Арсии. Кажется, Арсии и впрямь разошлись. Они останавливают не только караваны с хлебом, но вообще начали охоту на русских торговых гостей, а теперь вот еще нагло отдают Божью долю. Предназначалась эта Божья доля разным богам, но Серах уже знает, что сегодня всю Божью долю отнесут в Белый храм, так повелел царь. А в Белом храме отпустят грехи стражникам, так что им уже не надо будет обращаться за отпущением в мечеть. Так Белый храм поднимается над другими верами,
станет им покровительствовать. Жрецы Белого храма уже пристроились к носилкам с добычей. Не отступая ни на шаг и не спуская с нее глаз, идут сзади, идут чередою по 10. В первом ряду 9 высших жрецов в белых мантиях, 10-м должен быть Иосиф, а дальше в желтых мантиях вся блудница, академия и толпа прислужников. За желторизнами избранный народ, а лучшие из лучших, Саярифа, Базарганы, Рахданиты, все не поленились до рассвета еще притащиться ко дворцу царицы, чтобы потом на глазах у всего народа вдосталь натолкаться в царской процессии. Они и в самом деле усердно толкаются, нещадно пуская в ход против соседей выставленные локти. Какой же купец без локтей? Спускаясь к наплавному мосту, процессия изогнулась, как лук, и Сирах, хоть она даже не оглядывается, а только немного поворачивает голову и косит глазами, отлично видно, как беззастенчиво пихают друг друга купцы. Сирах брезгливо морщится, кидает шагающему впереди Иосифу: «Мой бог, как я не люблю, когда ты таскаешь за собой этих свиней! Ты только посмотри, Иосиф, они же грызутся, будто бегут за кормушкой, а рожи-то какие! Ах, я никогда не думала, что уже столько этих Кара-Хазар, черных кочевников, попримазалось к нашему прекрасному богу. Как допустил ты нечистых к храму, мой царь?» Сирах возмущается вполне искренне, но и бывший муж ее Булан, и Герфанхас, который ей в последние дни так стал по душе, уже настолько Кара-Хазары, что ей бы помолчать, да и мать ее сама никогда не знала, кто у нее были предки. Однако, может, в том и заключается секрет природы, что с трудом пролезший в дверь один всегда особенно хочет, чтобы эта дверь была затворена для других. Никогда не было больших борцов за чистоту племени, чем те, кто волею обстоятельств к этому самому племени приблудился. В халифате самыми непримиримыми к диким варварам, инородцам и иноверцам всегда были жены халифов, которые, как всем известно, попадали в гаремы повелителя правоверных и неправоверных стран. А почему Сирах должна быть смиреннее жен халифа? Во всяком случае, уж она-то, по крайней мере, не из рабынь, получивших свободу и правоверие только за то, что оказались исправным гнездом для плода от правоверного. Уж она-то имеет право на спесь. Сирах спотыкается и едва не теряет золоченую сандалию. Иосиф совсем развеселился. «Ну что ты размахиваешь руками, моя крошка?» Маленькому Иосифу, когда он был рядом с высокой Сирах, было особенно приятно называть ее крошкой. «Не сердись, крошка, не сотрясай понапрасну свои башни. Ты так и стену разрушишь. А ты же ведь стена. Ты моя стена, ты мой оплот». Потом так же внезапно, как начал смеяться, Иосиф серьезнее. «Слушай, Хатун, последний раз приказываю тебе, прекрати сеять плевелы, не распускай по городу слухи о засорении отборного семени, не внушай стоящим вокруг меня про необходимость спеси, и запомни, я взял тебя, предпочтя дочери Кагана не из-за твоих башен. Мужчина, если он честолюбив, должен сохранить свои силы и быть умеренным в питье и утехах, а потому что твой отец, ремесленник Вениамин, варил здесь рыбий клей и был здесь до того неумыт и безобразен, что каждый варвар, хоть самый простоволосый и ничтожный человечишка, говори, вот и я такой же, каким был ее отец, а если мне повезет, то даже после того, как меня выпарют, сделает из меня красного голыша, я выживу, я ведь такой же. Я вожу тебя вслед за собой, а не запер в гареме, чтобы каждый, глядя на тебя, вспоминал о твоем отце и мог тешиться надеждой,
что и он может стать Вениамином, старостой хазарского подворья в самом Киеве. А ты, женщина, нагло и с вызовом, оскорбительно хочешь захлопнуть перед черным людом дверь, когда надо, чтобы эта дверь манила, звала, была для всех заветной? Ты не забудь, что ничто так не губит государство, как задраенные двери в дом. Мы господа в городе, но мы тем более должны оставить щель в дверях нашего дома для всякого, кто энергичен, напорист, честолюбив, для всякого сильного. Иначе нас сметут те, кого мы к себе не приняли. Теперь бледнеет Сирах. Она опустила голову, кровь отливает у нее от лица, губы стали черными, как глаза и брови. Она идет, стараясь ставить свои золоченые сандалии след вслед Иосифу. Она думает о том, каким все-таки противным становится вожделевший человек, когда он сыт. Но говорит она другое. «Мой царь!» Отец мой Вениамин часто говорил мне, что слышал разумное от купцов, будто халифат, Византия или Русь не хотели брать власть над Гогом и Магогом, потому что сказали, разумеется, это тьма кочевых племен, с каждым из которых в отдельности мы могли бы легко справиться. Но если взять их всех под себя, то как бы нам, великим, не раствориться в них многочисленных и ничтожных? Или ты умнее правителей 3 великих держав, если теперь сел на трон над Гогом и Магогом? Она противоречит себе, но ей хочется хоть как-то уязвить Иосифа. Иосиф не ответил. Процессия уже миновала наплавной мост и поднимается на остров. Лицо у Сирах теперь надутое, как у обидевшейся девочки. А знаешь, Сирах, нам надо внимательнее сегодня присмотреться к праздничной толпе. Наши бесценные торговые друзья не оставляют нас вниманием. Константинополь и халиф держат у нас каждый по высокопоставленному осведомителю. Иосиф говорит то, что он уже 1000 раз говорил. И он заговорил лишь для того, чтобы заговорить. Испортил настроение, а теперь делает вид, что оказывает ей государственное доверие. Сирах понимает это. Уж кто-кто, а она-то давно и прекрасно знает, что осведомитель Базилевса — епископ, а осведомитель халифа — мулла. Она даже знает, что Иосиф приказал ни в коем случае больше не трогать Тонга-Тегина. Раз тот уже не волчонок, раз без имени, то зачем привлекать к нему внимание и самим возвращать исчезнувшему его имя? Тот Тонг-Тегин забыт, а лепешечник уже не мешает. Сирах перестает надувать губы и больше не делает обиженного лица. Как бы то ни было, Иосиф опомнился. А вот снова подчеркивает, что они вместе. Сирах выпрямляется, гордо откидывает назад голову. Больше она уже не идет Иосифу след в след, а догоняет его, идет рядом и чуть сбоку. Совсем-совсем рядом и сбоку. Она умеет прощать грубость. Процессия приблизилась к Белому храму. Снизу, с наплавного моста, кинутого от левого берега, и сверху, с моста от правого высокого берега, будто 2 встречные волны, устремились 2 возбужденные праздничные толпы, столкнулись и рассыпались прахом у ног Иосифа и Сирах. На земле барахтаются люди, задирая головы из пыли. Таков ритуал лицезрения величия. Сирах теперь вынуждена ступать осторожно, чтобы не наступить на бросающихся под ноги. Из-за веку у людей разные вкусы, снисходительно думает царица. Одних влекут яркие краски весны, неистовство языческих плясок,
веселье и смех. Но вот другие, этим не слаще занятия, чем посмотреть на чужое богатство, хоть из грязи, но лицезреть пестроту заморских одежд. Впрочем, может быть, среди них есть еще и такие, кто приполз сюда ради сладкого страха перед власть держащими. С крыши белого храма навстречу царю и царице завыла стозвучная гидравлическая труба Магрефа. Кого труба пугает? Всех. Ты услышь с неба место обитания твоего и прости, воздай каждому по путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которой ты дал храм свой. Так подвой Магрефы запели идущие позади Иосифа и Сирах. Даже и иноплеменник, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой ради, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и откликнись, и помоги ему, сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы узнали имя твое, и чтобы боялись тебя. Сирах слушает хор желторизных позади себя, и хотя они опять затянули про иноплеменников, уже не сердится. Чего сердиться? Надо помнить про чудеса. Разве не через иноплеменника пришла вера в неизреченного Бога в этот город? 9 священников в белом догоняют Иосифа и становятся с ним рядом. Теперь все они простерли вверх руки. 10 самых близких к Богу обращаются к Нему. Зовут Бога незримо сойти в выстроенное для Него обиталище на земле, в храм белый. 2 дома были у неизреченного, а разрушены. Снизойди в 3. Герфанхас заплатит, если нужно, чтоб его назвали 3-м, чтобы временное прибежище Бога стало постоянным. 10 самых близких к Богу поднялись к храму и, вытянув руки к небу, застыли на самой верхней ступени. Ветер приподнял, наполнил собой их полупрозрачные белые хитоны, развязал голубые пояса, и теперь все 10, будто 10 обнаженных скульптур с трепещущими за спинами белыми крыльями, застыли перед входом в храм с западной стороны. Сейчас выйдут на крышу белого храма хакамы, мудрецы. Пройдут, осторожно ступая меж золотых гвоздей, коями, чтобы даже перелетная птица не села, не осквернила обиталище Бога, утыкана крыша. Подойдут к краю и объявят, что Академия, как положено, собрав сведения от наблюдателей, произвела подсчет дней и громогласно удостоверяет: сегодня город может начать праздновать брачный хоровод, а избранные могут войти по этому случаю в храм для встречи с Богом. Замерли 10 самых близких к Богу на последней ступени перед входом в храм с западной стороны. Видно их далеко, и, наблюдая, как замерли первые, замерли все, кто толпится в воротах и за воротами храма. Сейчас выйдут хакамы. О, весна! Все знают, что ты сама вступила в брачный хоровод. Все давно на улице, и уж факелы, оповещающие с ночи, зажжены. Но только сейчас совершится
твое призвание. Будет и на твоем челе, о язычница Ляля Весна, удостоверяющая печать. И ждут все. Однако разве ждала, когда на глазах всех своего часа женщина? О, хакамы! Как вам могло прийти в голову томить женщину? В Серах нельзя внутрь храма. Ни одна женщина никогда не ступит в святая святых, куда в дни празднеств незримо спускается сам неизреченный. В Серах одна идет к восточным воротам, туда, где перед храмом широкий двор. Еще несколько минут, и во двор хлынет весь поток народа. Но сейчас по восточным ступеням поднимается она одна. Серах поднимается по ступеням, а все еще лежат в пыли и, подняв головы, смотрят на нее. Что для Серах ожидание? В такт шагам колышется ее тело, будто дека арфы округлые ее ramена. Каждый шаг извлекает песню, заставляет вторить деку тонким струнам пуком, будто два тимпана ее чресла, будто два кипариса ее голени. Гулко бьют кипарисы в тимпаны, завораживают дробным перестуком, заставляют всех заслушаться ее шагами. Выше, выше ступает хатун по восточным ступеням храма, отбивает сандалиями песню. Вот последний шаг. И опять громко завыла, закричала Магрефа. Вспыхнули внутри темного храма, будто маленькие звезды, многочисленные свечи. Стоит Серах на пороге храма, на роковой священной черте, и будто тяжкое облако, опустившееся за ней с неба, поплыло, поднимается от ее ног святилище Бога, неприступное и белое. 300 локтей высота стен, 40 локтей толщина стен, а вдоль стен столпы, кипарисовыми досками потолок и пол покрыты, кипарисовыми досками колонны обиты, и прибиты грамоты и титлы на 2 языках по всем стенам. Закон Бога написан на тех грамотах, а непосвященному не войти в храм никогда и не прочесть непосвященному грамот и титлов, никогда не узнать истинного закона, ни мужчине непосвященному не узнать, ни женщине всякой, ни тебе, царица. Не переступила Серах черты, повернулась к народу. Идите же ко мне, там внутри избранные, а я, женщина, остаюсь со всеми вами. Я, женщина, вас сохранила, меж чресел моих семя ваше, коли враг на вас заклятье наложит, вынесу и возвращу. Не внутри храма я, но сама я храм и чертог сама. Так сейчас скажут всем призывно протянутые ее руки, а губы ничего не прошепчут, лишь сладостно разойдутся. И радостный, и осчастливленный хлынет во двор белого храма народ. Во дворе храма народу место, а царицы на пороге храма. О, смуглое оливковое тело! О, черные волосы с зеленой диадемой! О, зовущие крупные пурпурные губы! Желтое короткое платье поднялось, когда Серах простерла руки к народу, обнажила крепкие бедра. Смотрите на меня, люди! Разве не хороша я? И разве есть кто меня лучше? Вот бедра мои!
Простерла я к вам руки и открыла вам мои бедра, мое желтое платье. Вот какая я, царица ваша! Сирах стоит перед людьми. Нет еще мудрецов на крыше Белого храма не вышли, и нет еще возвещения о празднике, но уже есть праздник. Ибо разве царица перед вами сама не праздник, сама не радость каждому, кто смотрит? Ну же, вот мои руки тебе я протягиваю, как оливковые ветви, мои руки. Настало время, ползите на коленях перед царицей, перед праздником и радостью вашей. А ты, неизреченный Бог, вездесущий, жестокий, ты меня прости. Я знаю твое главное имя, ты ревнивый. Я не была внутри храма, не смотрела титулов, но какое другое тайное имя может быть записано в тех титулах? Ты ревнивый, и нас, верующих в тебя, избрал ты, чтобы ревновать к другим? Ведь чем же еще тебе, жестокому, сердце свое усладить, чем ярость свою оправдать? Убивает возлюбленную ревнивец. На меня, Сирах, царицу, не ревнуй ты, не завидуй мне, на меня укрепи и укрась, ревнивый. Разве не понял ты, что праздник я, а что Бог супротив праздника? А потому не ропщи, но помоги, воздай мне все мое, переполни семенем сокровенные торбы, излияние приготовь заповедные недра. Ну же, прикажи ветерку овеять атлас моей кожи, прикажи солнцу подарить пыл очам моим, а луне прикажи подарить нежность моим гибким дланям. Вот луна еще не зашла, она стоит напротив солнца, мерцая, будто остановилась, позабыла уйти, на соперницу заглядевшись. Вот и я при тебе, как луна при солнце. Не ревнуй, а обласкай меня при народе, Бог мой, от всех прячущийся. Тебя одного все жду я, по тебе необласканному страдаю. Ах, от тебя одного мне дано понести, потому что для богов красота моя не для этих всех смертных. Эй, где вы, хакамы, мудрецы из блудницы? Где печать ваша? Я, Сирах, мудрейшая из женщин, уже объявила брачный хоровод и печать свою на чело наложила. Башни мои высокие, как бутоны, полны. Вот моя печать. Рамена мои колышутся. Кто их закона спорит? День 32. Тана, жемчужина Воислава. Когда-то ко дню свадебного хоровода на наплавном мосту были повсюду навалены горы рыбы, белорыбица и севрюга, стерлядь и осетр. О красной рыбе из города на реке ходили легенды. Так же, как о знаменитой хазарской овце, ягнящейся 2 раза в год. За рыбой и овцами приезжали в город на реке издалека, и хазарские купцы-базарганы берегли свое торговое имя. Упаси небо, ежели кто по нерадению или корысти ради продаст чужаку непровяленную рыбу или овцу непородистую. Самочинным судом карали базарганы такого своего товарища, и никто в городе не дерзал ни труп опознать, ни впредь называть это опозоренное и навсегда исчезающее купеческое имя. Вот так-то было. Да и в самом деле, ежели меньше, чем в Даник был на рынке жирный баран, а ягненок был тассудж, ежели
громадная красная рыбина весом в 100 ман стоила половину даника, то каким же бесстыжим надо было быть, чтобы рынок в городе подрывать, гостей обижать. Теперь, хотя весенняя путина уже пошла, наплавной мост пуст. Зимний голод подорвал торговлю, да и некому продавать рыбу. За ней приплывали торговые гости из Европы и варягов, через Русь сплавлялись с верховьев реки. Теперь торговых гостей отпугнули слухи о расправах на берегу. Речной путь с верховьев реки Рус обезлюдил. Но с моря в город на реке еще по-прежнему плывут многие гости. У обвитого змеей индуса весь товар в небольшом мешке. Копошатся там маленькие ядовитые змейки, укус которых смертелен. Хочешь смерти врагу, купи змейку, но лучше купи свой любимый драгоценный камень. Назови имя самого сказочного камня, и вмиг засверкает камень на ладони индуса. Хочешь посмотреть? Смотри бесплатно. Хочешь показать любимой? Оставь залог. Колеблется голова змеи, тонкий острый язычок режет воздух, тают камешки в мешочке индуса, растет рядом с ним гора из куниц, соболей и белок, из горностаев и лисиц, чернобурых и рыжих. Знает индус, никто не вернется за залогом, ни одна женщина не откажется от его камня. Ах, Тонг-Тегин, ты стоишь напротив индуса, разве ты не купишь зеленый изумруд для Ваиславы? Разве ты не купишь для своей суженой красный гранат? О, Тонг-Тегин, на одной ножке весело прыгает к тебе твое счастье, губами рябиновыми тебе улыбнулась, глазами синими на тебя посмотрела. Разве ты не видишь? Мелькнуло впереди Тонга зеленое с серебром платье. Что с тобой, Тонг? Куда ты бежишь? Или обманула тебя подлунная? Ты достиг теперь возраста мужества, по воле неба и Аллаха уже кое-что испытал. Ты вырастил в себе волчонка, и ты был полководцем. Ты погиб и спасся. Люди видели, как тело твое оставил волчонок. Ты теперь только лепешечник, но ты счастлив, потому что к тебе спешит твоя суженая. Слышишь песенку? Рано-рано солнце играло, ля-лей, 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 ля-ляй. Раньше того пава летала, перья роняла. Красная девка Воислава сзади ходила, перья собирала, в рукав клала, в рукава брала, венки плела. Откуда увнялись буйные ветры, дробные дожди? Схватила венок с девичьей головы. Нежная долонь ложится на плечо Тонгу. Я искала тебя. Воислава, раскрасневшаяся, возбужденная праздником, позабыла, что она уже в совершенных летах, и ей надо держаться степенно. Как малый ребенок поймала Тонга за руку и уже сразу тащит снова на наплавной мост. Они с Воиславой сейчас возле крючконосого грека, сидящего на корточках возле целого ряда амфор, айнахой или кифов. Вокруг грека толпятся, размахивая руками, женщины и евнухи. Грек торгует благовониями. Тонг, что с ним? Кидается к греку, он выбирает для Воиславы бальзам. Воислава оттаскивает его за руку. «Не надо мне благовоний, все привезет отец». Она отказывается, чтобы не умолить радость отца, который по опасным купеческим дорогам везет ей подарки. Она доверительно шепчет Тонгу-Тегину: «А знаешь, я так ждала отца сегодня. Ну сколько же можно быть в плавании? Должен же помнить мой отец, что по этой весне мне в брачный круг входить». Тонг-Тегин отводит глаза. Он слышал о расправе над русами на берегу. Что, если Бут был с ними?
и тут же отбрасывает от себя эту ужасную мысль. Не может быть. Будда все в городе давно знают, на него стражники не посмели бы поднять руку. А Воислава, заметив, как Тонг-Тыгин отвел глаза, залилась краской. Ей подумалось, что это он из-за того, что она бесстыдно сказала сама про брачный круг. А Тонг-Тыгин пришел в монашеском одеянии. Зачем? Неужели, чтобы без слов намекнуть, что он не хочет уже брать ее в жены? Воислава вспыхивает. Алая краска заливает ее лицо. Она поворачивается спиной к Тонгу. Она делает шаг в сторону, порываясь прочь. Он с трудом удерживает ее за плечо. Что с тобой, гордая Воислава? Клянусь вечным спасением, что каждому, кто приблизится к тебе с обидой, ты сможешь отвечать: «Не сметь меня обижать». Тонг Ал-Хазари, которому сам халиф преподнес почетную золотую цепь, охраняет меня своей доблестью, имуществом и кровью. Воислава немного успокаивается, уже скорее капризничая, укалывает Тонга. Но золотой цепи уже нет, ты же сам забросил ее в реку. И вдруг краска совсем сходит с ее лица. Мертвенно побледнев, она смотрит на Тонга. «Повтори, что ты сказал. Ты думаешь, я не знаю мусульманских обычаев? Ты какую охранную клятву сказал мне?» «Это же клятва удочерения. Ты что, действительно решил отказаться от меня и стать мне только вторым отцом?» Теперь бледнеет Тонг-Тыгин. Он не знает, как объяснить Воиславе, что по мусульманскому обычаю удочерение не может помешать браку. С согласия приемной дочери второй отец может стать ей мужем. А что до самой этой клятвы удочерения, то она вырвалась у него из-за Будды, потому что в городе уже многие говорят, что Будд, отец Воиславы, там, под городом, на кресте. Тонг никогда не боялся за себя, но сейчас ему страшно. Как предупредить Воиславу о горе? Как решиться сделать это в свадебный день? Они с Воиславой столько ждали этого дня, столько мечтали, как наконец-то будут совсем вместе. Но Воислава, похоже, уже сама все поняла. Послушай, Тонг, злые люди пугали меня, что мой отец на кресте распят здесь, от города. Мне даже одного стражника Булана, который у Арстархана в заводных показывали, будто он... Но я не верю. Как же такое было бы можно, чтобы взять гостя и убить? Ведь не можно. Скажи мне, ведь не можно так, волчонок. Она смотрит в глаза Тонгу, ожидая созвучного ответа, а он молчит. Он теперь сам тоже уговаривает себя, что слышанное про расправу над Буддом — ложь. Ему ведь так хочется. Он внушает себе, мало ли кто что сказал, неизвестно же, был ли это действительно Будд. В таком деле нужен достоверный шахид, свидетель. Он вспоминает, как в Багдаде, в Бариде, канцелярия халифа, чиновники делали пометку сомнения на всех неприятных сообщениях. Нужен шахид. Им не хотелось нести неприятности при дочери повелителя, и они из года в год откладывали дурные вести. Шут с ними, дурными вестями. На них еще нужен шахид. Воислава, ты не ходила на берег? Она не понимает вопроса, и Тонг-Тыгин уже окончательно отбрасывает от себя ужасное сомнение. Ну, конечно же, никаким другим заморским гостем, а надругаться над Буддом, которому сама княгиня Русов Ольга не раз поручала посольские дела, это уж слишком. Это ведь вызов на войну. Наверное, опаздывает Будда. Тонг-Тыгин хочет отвлечь Воиславу, и он увлекает ее на правый берег к лавкам только приплывших албан и армян.
Здесь сейчас самая забава. Сразу не сообразишь, что это. Торговля или скомороки на ярмарку приехали. Представление показывают. Албане и армяне привезли продавать платья, и дело у них поставлено на широкую ногу. Соорудили купцы перед лавками помост, и выходят на помост под звуки рожков и лютин стройные рабы и рабыни, один другого, одна другой краше, важно расхаживают по помосту, то оденутся, то разденутся на глазах у изумленной толпы. Подойди к купцу, торгующему платьем, и ни слова не говори. Купец сам только на тебя взглянет, и уже несут по его знаку приказчики нежнотканую, белей утреннего снега мусульманскую челму для правоверного, а верующему в неизреченного Бога достанут высокую шапку. Христианки — золоченые сандалии, кочевницы — небу поклоняющиеся, сапоги, как чулки, мягкие, ноги обтягивающие. Увидев Воиславу рядом с облаченным во власеницу, купец-армянин отворачивается. Надоели ему монахи-попрошайки. Меняется Воислава в лице. Не привыкла она, чтобы от дочери руса отворачивались. Но что это? Купец засуетился, согнулся в 3 погибели. Оказывается, увидел в руке Тонга кожаный мешочек с монетами. Когда это только успел вытащить мешочек Тонг? Ах, если бы Воислава знала, что получил, наконец, царь Иосиф, охранные амулеты. Не пожалела Серах панхасовых денег, одела на шею и запястье новому царю знаки небесного рождения. Она даже и не ожидала, что так просто расстанется с ними опустившийся лепешечник. Он отдал амулеты, значит, смирился, и уже больше не будет возвращать в себя волчонка. А зачем амулеты правителя обыкновенному лепешечнику? Получи, лепешечник, вместо них мешочек с динарами. Это тебе амулет торговца. И амулет торговца уже работает. Пятится задом перед Тонгом и Воиславой купец. Просит внутрь лавки, товары предлагает. Шепчет Воиславе купец: хочешь, девица, русскую шитую рубаху с оторочкой на подоле и пышными рукавами? Серебряные фибулы за даром к рубахе отдам. Возьми, не жалей дирхемов своего покровителя. Добром будешь армянского купца поминать. А хочешь сапожки? Ни у кого не будет таких прелестных софьяновых сапожек. Ни у кого не будет такого яркого шелкового платка. А хочешь, красавица, княжеская корзна, алая, как кровь, есть корзна, или хочешь голубое, как небо? Есть у меня прекрасная корзна, яркими шарфами будут развиваться на ветру, молодцев приманивать, молодиц дразнить. Удиви покровителя, княгиней в корзне по городу пройдись. Купец не спрашивает согласия, складывает подарки. Куда отнести? Восхищенными глазами, краснея, смотрит Воислава на подарки. Стеснительно принимает, не отказывается. Вот он каким богатым стал, торгуя лепешками Тонг-Тегин. Даром, что сам бедный в лосенице. Звенят серебряные дирхемы, переходят из кожаного мешочка Тонга в услужливые купеческие руки. Ее рука в его руке, и для них это близость и тайна. Сокровенная свадебная близость и тайна, потому что ходят же за ними тронутые первым загаром босые ступни ляли весны, и любовь навевает им ляля, открывает взаимность желания и смущает волнением странному чуду. И пьянят уже обоих чужие нечаянные прикосновения, и чья-то горячая рука вдруг жадно обовьет в толпе стан Воиславы и тут же исчезнет, растворится в сутолоке, и чья-то упругая грудь прижмется к груди Тонга и мгновенно отпрянет.
Скользнул сливово-черный взгляд горбоносого кавказца по высоким воиславным шеломям, вспыхнул пламенем, задержался на ее бедрах, распахнулся бордовый халат навстречу тонгу, и оливково-смуглый живот красавицы Гуски позвал мягким обещающим танцем. Отчаянно задраны юбки над полными, круглыми, зовущими коленями албанок. А на площадке возле менялин, не стесняясь, выставили свои полные зады в ничего не скрывающем бесценном персидском висконте тонконогие купчихи. Они смеются крупными жаждущими губами и потными запахами требующих ласки породистых тел, пропитанных смех. Вокруг Воиславы пиршество тел, и каждая ей, кажется, выказывала себя, каждая кричала: «Я тоже красивая, я не хуже других, я слаще других». Еще вчера Воислава со стыдом осудила бы этот пир. Но сейчас ей вдруг захотелось поразить соперниц, тоже выставить на показ свое налитое, нарядно справленное тело. «Я краше всех вас!» Так было с ней только мгновение. Она тут же засоромилась от своего неподобства, словно уже как у мужа, ища защиты от осматривающих ее бесцеремонных взоров, прижалась к тонгу. А прижавшись, почувствовала, что должна, но не может, не хочет отстраниться от единицы. Выходило, что тело, разогретое сегодня на рассвете лялиным взваром, решало само. Она отстранялась от тонга осторожно, как-то медленно, растерянно, и все ждала, что он положит ей руки на плечи, что желанно притянет к себе. Несет ли их по-прежнему река толпы, или осторожно выплеснула в тихую заводь? Прошли часы или мгновения, как снялось их дыхание. Знала Воислава, что смутное чувство в городе на реке не облагораживает их память предков, потому что не помнят здесь предков. Без гордости и не для славы рода падает в эту почву семя. Потеряв имя предков своих, мучительно и болезненно, как за потухающую память, как за последнее и единственное, что осталось у них от памяти, цеплялись здесь люди за веру от отцов унаследованную, словно осталась эта вера для каждого из них последним талисманом от растворения, от полной потери себя. Но и в вере теперь уже нет у здешних людей постоянства. Оставили здесь, в городе, источник воды живой, оставили и высекли в водоеме разбитые, которые не могут удержать воды. Не бессмертием народа, а часом наслаждения живут теперь хазары. В разноликой толпе не народа ищет каждый не вроде себя продолжения, а в утехе забвенья. Но Тонг-Пегин не такой же ты. Разве не рассказывал ты мне о синем небе и черной реке, золотистой земле воде? Разве не о славе степи, не о бессмертии ли Эля ты пекся? А коли стал ты только лепешечником, так от того, что высокомерие свое усмирил и часа великого наследного терпения ждешь. Расправились с тобой, в реке топили, но ты спасся. Ты снова вернулся. Ты пришел облаченным во власеницу. Ты от мира, отрекшись, вернулся. Но не ради ли мира твое отречение? Вот этого доброго мира с синим небом вверху и землей и водой внизу, с острым запахом желтой полыни и людьми, для которых в себе воспитал ты волчонка, а потом, когда люди не взяли волчонка, смирение. Смирение, о, Тонг! А не рано ль орел сложил свои крылья? Не с того ль, что орел без орлицы?
шепчут твои славяны губы. Как зовут отца твоего, воин? Тонг молчит. Он опять страшно думает о Будде, ее отце, а у Воиславы никогда так жгуче не пунцовели губы, никогда еще такими алыми маками не расцветали щеки. Разве не помнит Тонг-Тыгин, что по обычаю русов спрашивает любимого об отце девушка, когда признается в любви, как христиане обручальными кольцами, так обменивается именами отцов, сговоренные в племени русов. Моего отца зовут Буд. Моего отца зовут Агдулмыш. И опять слилось дыхание. Не касаются губы губ, слито только дыхание. Ах, Воислава, ты прости меня, что тогда не нашел я сразу тебя, вернувшись в город. Отчаяние тогда лишило меня надежды. Завистники оклеветали меня, и из-за ложных обвинений примирение стало невозможным. Недруги пленили друзей моих чарами лжи, грубыми измышлениями обольстили. Не верил я, что, возвращаясь в родной город, принесу добро хоть кому-то. Помнил я все весны в Багдаде о тебе, Воислава, но думал, что давно уже уплыла с отцом в Киев ты. А потом, когда я вернулся, я узнал, что ты здесь, но боялся твою душу смутить. На тебя, чужеземку, псов местных, за мной охотившихся, убоялся навести. Ведь сколько ты потом, когда за меня заступилась на мосту, злосчастье приняла. О, Вилялюшки! Да и что ты говоришь, Тонг? Как же ты ко мне прийти убоялся? Али русы выдавали, когда друзей? Али русы, когда друзей в беде оставляли? Так отвечает Воислава, и знает, что говорят они оба давно уже не просто о дружбе, а о вечной верности. Воислава прижалась к Тонгу, и на облаке светлом опять полетела от счастья. И тут забили бубны и органы. Они ударили мерно и резко, то слегка замедляя, то убыстряя ритм. Глухие удары бубнов, как эхом отзывались в раскатистых серебряных звонах органов, а на фоне этих ударов восходили и падали вниз положенные голоса волхвов, славивших Лялю весну. В длинных одеждах с изображениями идолов, поднятыми на головах, волхвы шли величественными рядами. У каждого волхва была в руке короткая кожаная плеть с ременным шаром на конце, и эти шары волхвы опускали на мощные круги своих бубнов и органов, как кузнецы опускают молоты на наковальни. Волхвы ковали счастливые цепи для браков. Следуя ритму, ряды волхвов то резко прыгали вперед, то останавливались, раскачиваясь на месте, словно набирая сил для нового броска. Волхвы вели паству на поклонение Хорсу, но Воиславе показалось, что они ведут людей на бой, и она прислонилась к груди своего Ладо. Она стала прощаться с ним так, как прощаются, разлучаясь перед смертным боем, на который поленицей, воительницей уходит она сама. А Тонг-Тыгин вдруг тоже, как перед боем, сказал ей: «А знаешь, Воислава, знаешь, Лада моя, я сейчас устрашился. Мне представилось, что во всю ширь степи надвинутся однажды на этот город нескончаемые, как колосья, ряды воинов с волхвами впереди, вот так же мерно бьющими в бубны и органы. Но тогда они пойдут монотонно и неумолимо, чеканя шаг в такт бубнам и органам, и каждый будет страшиться пустить стрелу в наступающую дружину, потому что идущие впереди войска волхвы не боятся смерти. Они выходят на бой, уже зная, что падут, но по их телам ринется на врага разъяренная жаждой мести, сметающая все волна воинов-русов. Откуда ты так хорошо знаешь, Тонг-Тыгин, про то, как наступают русы?
Как-то очень спокойно удивилась Воислава. Удивилась, словно не зашла, словно была уже не с ним. «Ты разве, Тонг-Пегин, воевал с моими родичами?» Он, не смущаясь, будто речь вовсе не о ее родной крови, с гордостью ответил: «Да, Воислава, воевал, и я тебе рассказывал. Я воевал с русами не раз и даже побеждал. Правда, дружины русов, с которыми я сражался, были небольшими, из младших дружинников». Воислава насупилась. Потом убежденно решила: «Старших дружинников ты бы не победил». Они помолчали. Волхвы прошли. Извилистой лентой их процессия поднималась по правому берегу к обрыву, на котором возвышались идолы, а на наплавной мост вышли девушки. Среди них были многие из тех, кто еще совсем недавно озорничал в голове гусеницы толпы, но теперь все шли зело чинно. На головах у них были венки, в руках зеленые ветви. Клейкие листочки тополя уже чуть выпушились из почек, и их слабая нежная зелень была удивительно к лицу язычницам. Воислава тронула Тонга за плечо. «Идут невесты, и я должна пойти с ними, Тонг. Мы сделали свой выбор, и ты можешь сегодня восхитить, умыкнуть меня, но прежде чем всесильный Хорс закрепит наш союз, он первым сделает выбор. Вон, смотри, сколько невест. Одну из нас Хорс возьмет к себе. Не правда ли Хорсу будет сегодня не просто выбрать себе самую красивую?» «Ну, я пошла». Воислава приподнялась на цыпочки и осторожно поцеловала своего Ладо в краешек губ. И пошел дальше весь день в песнях и плясках. Вокруг зеленого деревца хороводят свою худизбу Хорсовы невесты. Какую из них выберет идол себе в семью? Всем машет приветливо молодыми клейкими листочками деревца, всем равно приветливо советует, приказывает: «Придите вы, девушки, придите вы, красная, сама я, сама оденуся, ой, ля-ля-ля-ля, сама оденуся, надену платьико зеленое, ой, ля-ля-ля-ля, все зеленое, шелковое. Ветрик повеет, шуметь буду, дождик пройдет, лопотать буду, солнце выблеснет, зеленеть буду». Воислава идет со всеми в хороводе, плавно поднимает и опускает в ритм макарином и густым свои руки, мягко переступает каблучками, а перед глазами у нее доброе отцовское лицо. Благословил бы отец ее благодеяние к чужанину, благословил бы Воиславину свадебку с Тонгом. А я роду хорошего, я роду, а я батьки богатого, а мой батька купец киевский, он ушел, уплыл со товарищами, или едет, плывет он ко мне безобсылочно, или не ждать мне его, одной жениха привечать, одной судить рядить долю свою, одной без совета от него за Тонгом пойти. Так шепчет самой себе Воислава, а в больших синих глазах ее Волога. Украдкой провела Воислава долонью по щеке, смахнула на земь непрошенную слезку. Ну почему застыл в ее ушах вместо радостного щекота Хорсу дальний скорбный плач? Молодая невестушка, оглянув туды-сюды на все стороны. Вся ли тут моя родня? А нету тут моей родни, а батюшку моего пески взяли. Подымитесь, буйные ветры, вы рассыпьте желтые пески, возбудите моего батюшку. Нету сил мне себя больше обманывать, знаю я, что погублен мой отец Бут, здесь под городом варварски казнен на прибрежном песке. Над ощами его надругались, на похмелье Кауру отдали. Ой, вы ветры буйные! Рядом тут поза городом мой батюшка, вы возбудите моего батюшка, пусть посмотрит на дитя свое, хорошо ли собрано и на месте ли посажено. Воислава вырывает свои руки из хоровода,
роняет на земь зеленую ветвь. Маленькие Воиславе на ладони до боли сжимают виски. Чур-чур, скорее меня охрани. Нельзя, нельзя мне вешать, клонить голову, нельзя уступить, поддаться дурным думушкам. Она стоит теперь одна посреди хоровода с лицом закрытым руками и не видит, как к ней медленно идет белый Хорсов конь. А вот коснулся белый конь шершавыми губами ее нежных рук. Вот ржет мягко-нежно, обрадованно ей в самое ухо. А Рок-Сингула тянется к своей бывшей хозяйке. Счастливо треплет мягкими губами ей платье. Хорсовым конем теперь сподобился быть за свои стати Воиславен Рок-Сингула. «Здравствуй, мой конь!» — обнимает за шею коня Воислава. «Вот он, нашел меня!» И свершилось. Развертывают, несут волхвы белые покрывала. Упал снег среди весны, принес фату невесты. Бело в Воиславиных глазах, белым стало небо, и в белое обернулись дома, деревья и люди, и бела вода в реке, и среди этой белизны катится, катится к ней белый шар. Хорс выбрал невесту, бьют варганы и бубны волхвы, коня ей послал. Хорс выбрал Воиславу, многоголосо подхватывает толпа, в которой давно смешались с местными славянами, верующие во всех других богов. Поют девушки величальную песню «Возлюбленный солнце», трубят славу Воиславе златокованные трубы. Посадили Воиславу на белого коня, ведут за серебряные узды по кругу, медленно ступает копытами белый конь. Бегут вслед за конем девицы, ловят из копыти на счастье. Эй, на княгине посмотри-ка, погляди-ка, Тонг-Тыгин. Вот она, княгиня весны на белом коне. Мягко изгибается ее стан, плавно колышется зеленая, серебром расшитая рубашка, а ресницы ее, как весла, что подняли гребцы над синими озерами. Гордо сидит Воислава на коня. Уже сухие и только лихорадочно блестят ее синие глаза и пылают ее щеки. Подуло с реки вечерней зарей, нежно студит горячую кожу. Был день, и день миновал. В ветре приторная сладость, а там вдали заливается все голубым и розовым светом. Пропала белизна неба, стало небо бесцветным, безбрежным и чистым. И очистилась степь за рекой, и встала там вдали новая осиянная марево, легкая, как белое брачное покрывало, что накинули на волосы Воиславе. Из тончайшего виссона шелка легко и прозрачно брачное покрывало солнцевой невесты, и уже сегодня оно растает, чтобы открыть Воиславе за собой тот второй, живущий только чувствами, как музыка, бестелесный мир, куда позвал ее Хорс. Воислава заслоняется ладонью от белого света, она повертывается к толпе, она приподнимает руками брачное белое покрывало. «Ой, где ты, волчонок, лада мое!» — беззвучно шепчут ее губы. Шумит, кричит толпа под горою. Верховный жрец в бубны бьет, народ опрашивает, какова слава у Хорсовой невесты, не знает ли кто на нее хулы, честна ли, скромна ли, не опозорилась ли до свадебного дня. Кричит громко народ «Честна!», кричит громко народ «Скромна!», кричат люди, что всем достойна Воислава избранничества своего. Дружно, весело люди кричат. Радостно обряд положенный исполняют. Да и как же иначе? Да и разве может быть произойти другое? Кто же осмелится Хорсу Богу перечить? Коли сам Бог эту невесту выбрал, то значит нет лучше ее, и другому слову о ней не бывать. Ликует народ, славит Воиславу, и уже поднял верховный жрец обе руки, чтобы солнцу мнение народа сообщить, прокричать.
Но тут потеснил кто-то верховного жреца и, как на вече, а не на волховании, слово себе требуя, рядом с верховным волхвом стал. «Слушай меня, Харам, свободный народ, хазары! До чего же мы дошли в потере достоинства своего, в унижении печени своей мужской?» — закричал человек, вставший дерзко рядом с верховным жрецом, что теперь уже готовы к эльирку постороннюю, гостью нашу, а не из нашего хазарского народу девушку послать от хазар в шатер свадебный к Хорсу. Неужели вы не понимаете, о Харам, свободные люди, что таким обстоятельством может совершиться непотребное? Люди, вспомните, разве было когда такое, чтобы подвластные нашему Кагану народы и племена присылали бы ему в жены девушку не из своего племени? Да сразу бы проклял бы Каган подобный народ или племя, заподозрив в лукавстве и готовящейся измене. Я предлагаю, о Харан, свободные люди, избрать Хорсу другую невесту, а Воиславу, как гостью, отправить назад в Киев. И смешался народ. Уже не может верховный жрец остановить бурление. Кто что кричит, кто какое слово высказать хочет. Разве разобрать? А человек, вставший рядом со жрецом, поправил на волосах распущенных своих золотой обруч, и примолкли все сразу. И даже когда вскоре, как следует рассмотрев человека, признали в нем лепешечника, то все равно засомневались. А может быть, хоть и славет за блаженного Тонг-Тегин, хоть и, будучи принцем торговлей лепешками, развлекается, но все-таки прав он. Ведь из дома Ашины он, близок к богам, обычаи богов и порядки у них лучше кого-либо знает. Как бы в самом деле, хоть и прекрасного и слава, но не оскорбился бы Хорс, что хазары до того уж упали, что невесту от себя ему из кальгирки посторонних посылают. И похоже, что принял такое мнение народа даже и верховный волк, который потянулся было руками к плечам Воиславы, чтобы отобрать у нее брачное хорсово покрывало. Однако тут из толпы, из самой середины ее, истошным, обиженно-визгливым голосом закричали: «Люди, что же вы смотрите? Что же вы не бьете лепешечника? Сколько он будет ссоры между всеми нами, свободными хазарами, разжигать? Почему чуть что, так сразу медовую заплату норовят некоторые на одежду хорошим и добросовестным людям нашего города нашить только за то, что, мол, происхождение у кого-то не кочевничье? А знаете вы, люди, что это кальвирки посторонние недавно самого Тонга-Тегина лепешечника спасла, когда на наплавном мосту его хотели крепко побить? А теперь он, неблагодарный, сам же называет золотоволосую красавицу нашу, гордость нашего хазарского эля, посторонней. Да как же так можно, люди? Давайте же побьем этого неблагодарного лепешечника. Что вы боитесь? Что у него 9 клыков бороды? Хотите, я сама их у него у всех вас на глазах вырву? Только схватите охальника, а я уж эти клочья вырву. Всякий знает, что торговца разрешается таскать за борду, если он обсчитал ли обвесил покупателя, а лепешечник хуже, чем обвесил. Он народ наш хазарский обокрасть хочет. Он хочет показать солнцу, что не может быть в нашем народе золотоволосых красавиц для его солнцева шатра. Кричала таким образом змеиноволосая Серах. Сама же, как люди, помнили еще недавно обвинявшая на наплавном мосту Воиславу, когда она заступилась за волчонка, что Воислава посторонняя. Но у толпы свои законы. Толпа, если и размышляет, то много позже того, как что-либо натворит, тогда, когда уже перестанет быть толпой, а станет отдельными людьми. Поэтому, когда Серах начала на Тонга-Тегина кричать из толпы с возмущением, то получилось, что она сразу и стала голосом народа. Во всяком случае, того народа, что на площади перед горой собрался, и верховный волхв был уже даже уверен,
что отвечает голосу самого народа, когда громко объявил: «Люди, не будем спорить, спросим саму избранницу Хорса». И все закричали: «Говори сама, Воислава, можем ли мы тебе верить, что ты от хазарского народа войдешь в шатер к Хорсу, что ходатайницей хазарской ты к Хорсу в жоры идешь, а не наушницей злобной, чтобы против нас, хазар, нашептывать?» И увидели все, как дрогнули большие, синие, гордо сухие глаза Воиславы, и две слезы крупными каплями выкатились из них, и по щекам ее нежным скатились на землю. Под ноги мощной гордой лошади рог Сингува, на которой Воислава гордо сидела, упали. Прокатились эти две слезы, и снова воспаленно высохли, и еще больше расширились, и стали синей ночного южного неба глаза Воиславы. И затем посмотрела Воислава не на толпу под горой, не на кричавшую только змеиноволосую Серах, и не на верховного жреца, а только на одного волчонка, и спросила: «В самом деле, почему ты, волчонок, так не веришь Кальгирке? Почему разрешал ты мне быть твоей душой, даеной, но теперь не хочешь отдать солнцу для блага народа Хазар свою душу?» Не нашел, что сразу ответить на такой необычный вопрос Воиславы, волчонок только опустил голову. А Воислава подобрала поводья своего крепкого коня и съехала с горы на площадь в расступившуюся толпу прямо к змеиноволосой Серах и подняла на дыбы над нею свою тяжелую лошадь. И закрыла руками голову в страхе Хатун, главная жена Серах, в страхе унизясь. Но Воислава ее не раздавила лошадью, а опустила коня перед Серах и сказала: «Можете мне верить, хазары, я за вас, а не во вред вам пойду ходатайницей к солнцу. Женой огненного Хорса сегодня стану». И вернула Воислава на коня на гору к верховному жрецу, гордо слезла с коня. Нестерпимо спокойными глазами смотрела, как несли волхвы другое, большое, как саван, покрывало, как несли ей крепкие путы, затянуть, связать ей ноги, затянуть, связать ей руки. Вот подняли волхвы на вытянутых руках юную Хорсову невесту, с народом дают проститься. Вот понесли к краю обрыва. Вот напутствует: пусть крепче обовьет она белыми руками солнечную шею, пусть целует и ласкает горячее солнце, пусть выпросит хазарам тепла и добрых дождей на все лето. На руках волхвов высоко над народом поднято девичье тело. Белое покрывало прозрачно, и сквозь него видит Воислава синь реки, уходящую к горизонту. Сейчас падет ее тело в реку, и не будет ее, Воиславы. Может быть, и сохранится ее душа. Может быть, и проживет она в том ином, втором мире рядом с Хорсом до зимы, и скакать будет утренней звездой рядом с ним по синему небосклону. Но следующей весной уже возьмет Хорс другую невесту. А Воислава, что с ней? Она знает одно, что в этом мире такой Воиславы, какая она сейчас, уже никогда не будет. И в том ином мире тоже уже не сможет она ждать Тонга Тыгина, как дожидалась мать Славена ее отца Буда.
Через несколько дней найдут где-нибудь внизу по реке рыбаки ее обезображенное, распухшее тело, каждая жилочка, каждая клеточка которого еще сегодня утром так тянулась к свету, к весне, так хотела любить и быть любимой. Снимут люди с ее тела дорогие одежды, хорсовые невесты, волхвам отдадут, а волхвы для другой, для следующей, на будущую весну припрячут. А тело сожгут на погребальном костре, поминая добром дочь киевского гостя Буда, прекрасную Воиславу, и доброму ветру прах ее доверят. А может быть, и не найдут рыбаки тело, может быть, унесет его течением в море, и сгниет оно там, в пучине. Воислава дергается всем телом, извивается на руках волхвов и затихает. Теперь она думает не о теле своем, не о страхе перед пучиной морской, не о любви своей к Тонгу Тегину, не расцветшей, и не о том, что станется с ней в ином мире. Она думает о доверии людей, подаривших ее сегодня великому Хорсу, думает о своем избранничестве, ибо не за себя идет она к Хорсу, она была бы здесь, в городе, счастлива любовью к Тонгу Тегину, не слишком удачливому наследнику. А теперь и вовсе не поймешь, к кому. Не то к Мету, не то Мниху, но все равно единственному, любимому, которого она полюбила еще в детстве, к которому тянулась всегда. А вот она должна идти не сладу по жизни, а уйти к Хорсу. И она пойдет к Хорсу, потому что кто-то из Отечества должен идти к Богу ходатайницей за все Отечество. Отечество доверилось ей, и как может она, позоря Отечество, биться и плакать здесь над обрывом? В своем Отечестве она останется навсегда не в чере собственной, не будет у нее чери, но она останется в дочерях своих соплеменниц, ради которых она и приносит себя сегодня солнце. Возьми же, возьми меня, Хорс, возьми меня, солнце, отдай тепло и дожди народу моему. Ой, лялюшка, ляля, помоги мне в последнее мое мгновение без стонов долг свой исполнить. Помоги, ой, лялюшка, помоги, милая лялюшка. К ней прокрался, пока девушки водили вокруг нее прощальный хоровод, Тонг Тегин. Зашептал, чтобы она напрягла руки и ноги, когда ей будут их связывать, чтобы растянуть путы, а потом сразу попыталась высвободить руки, и чтобы непременно набрала в легкие побольше воздуху. Он шептал, что бросится за ней, попытается сразу вытащить из реки. Он шептал: «Воислава, ничего не бойся, надо только задержать дыхание. Ты помнишь? Ты должна же помнить, как я спасся, когда меня душил Дев». Она твердо ответила Тонгу: «Ладо мое, свет ты един в моем оконце, ты мое солнце, но ныне не вольна я в себе, ладо мое. Если я сбегу, кто же тогда будет этой весной ходатайницей перед Хорсом за Отечество, за хазар наших?» Вот вяжут крепко путами Воиславе руки и ноги, вот подняли высоко над обрывом, ударили бубны и органы, идут мимо Воиславы прощальной процессией волхвы и народ, прощаются с золотоволосой Воиславой хазары. Неслышно шепчет Воислава, зовя Лялю укрепить ей дух. А может быть, она позвала синюю-синюю реку, в которой среди последних льдин плавают белесые небесные облака, или березку, тоненькую, с коричневым стволом и крейкими, маленькими, едва распустившимися листочками. И сверкнуло ей в глаза огромное, как ромашка, солнце. Не Хорс, а цветок
солнца, темно-желтый, с расходящимися белыми, как лепестки, лучами. Она падала в воду, а река, тополек, ромашка, солнце стояли в пятнистых радужных окоемах, заполняя вместе с теплыми мягкими слезами ей синие глаза. Лялюшки! Солнце коснулось краешком реки и медленно поползло в воду. Погас последний луч. Успеет ли догнать Корсова и Слава, уговорить завтра вернуться к людям? Глухой всплеск развел гладкие вечерние воды. Пошли хороводом, как подружки, вокруг упавшего девичьего тела волны, разошлись широко-широко и сомкнулись. Ржет прощально тоскливо белый Хорсов конь, а рог Сингула скручи. Стих на миг шум праздника, провожая взглядом погружающееся тело. Невольно замолчали люди. Бьют громко органы и бубны волхвов. Хорс забрал свою невесту. Разбирайте же и вы своих невест, юноши. Обнимай, милую, крепче, поднимай на руках выше. Пусть поверит девушка в мужскую силу. Пусть увидят все, какая из девушек отныне семья твоя. А вы, зрелые мужи, разве вы без верных жен пришли на буйный Хорсов пир? Али угасла любовь в сердцах ваших? Смотрите, как вспенились чаши медовые, как увлажнились пересмякшие губы. О, как быстро падает темень на землю! Закрыл вечер синим пологом сплетенные руки, разостлал под влюбленными теплую землю, укутал мягким, ласковым ветром. День 33. Епископ Памфалон из всех родов. И минуло лето, и пришла осень. И снова, как было весной, вспыхнуло в Хазарии сражение зимы с летом. Зима с летом сражались. Смотрели друг на друга враждебными глазами. Они сблизились, чтобы схватиться. Только теперь сражение шло в пользу зимы, и епископ Памфалон, внутренне торжествуя, уже предчувствуя роковое число, закрывал своей ядовито-зеленой тенью весь город и наслаждался усиливающимся сладким запахом тлена. Он смотрел на небо, вековое Кек-Тенгри, синее небо Хазар, главного бога кочевых народов. Оно уже не было синим. Теперь его покрывала мертвенная бледность, и, словно заранее оплакивая судьбу Хазар, из него, как из продырявленной корчаги, погаными ржавыми струями выливался перемешанный с песком дождь. Грозно посерела и покровительница кочевников черная река. Она несла с верховьев мутные воды, в которых была кровь. И уже никто в городе не смотрелся в реку, как в черное мраморное зеркало, и никто на рассвете не молился реке за кочевника. Даже лепешечник Тон-Тыгин, бывший волчонок, после того, как взяла река его во славу, сторонился реки и торговать своими лепешками для голодных, перебрался с наплавного моста на сук Ар-Ракик, невольничий рынок. Его туда пустили, потому что сук Ар-Ракик пустовал. Подвластные племена не заплатили дань рабами, и Гарфанхас понадеялся, что лепешечник своими лепешками хоть кого-то на Сур-Ар-Ракик заманит, а там, глядишь, и придет к кому в голову продать Гарфанхасу малолетнего сына или дочь. Но Тон-Тыгин лепешки теперь пек невкусные, сплошь из коры, и уже не выкладывал из них игрушечные города. Он снова надел мусульманскую синюю монашескую власеницу, повязал на лоб, скрывая золотой обруч, знак волчонка Ашина, синюю куфу, повязку печали, и уныло проповедовал о том, что верующий в руках Аллаха
должен быть подобен мертвецу в руках обмывающего трупы. Епископ Памфалон с удовольствием ссылался в своих проповедях на эти признания Тонстыгина, бывшего волчонка. Он надеялся, что городские мусульмане, вместо того, чтобы служить живыми мертвецами в руках обмывающего трупы Аллаха, перебегут к Мани. Памфалон втайне даже уже лелеял мечту о том, чтобы затащить в церковь и самого бывшего волчонка, и теперь даже считал, что то было само провидение, что когда-то еще, будучи не в близком к Богу разряде епископов, а в обыкновенном монашеском разряде, он тогда, всего лишенный слепой ненависти к высшей крови, умертвил волчонка, а тот воскрес. Уж не для обращения или к Мани воскрес? Памфалон был почти уверен, что волчонок, уже переметнувшийся от Кэктенгри, синего неба, к Аллаху, сломается окончательно, как только ни с чем вернется в город Дике-Аурук, великий стан из летнего обхода владений заданий. Что нынешний летний обход владений неудачен, в городе уже знали все, но как утопающие, хватающиеся за соломинку, все еще на что-то надеялись. Памфалон запер малую церковь на левом берегу, отпер большой собор на правом берегу, при его предшественнике пустовавший, и, творя службы и проповеди с утра до ночи, стерег, широко открыв двери в свой собор, когда рухнет последняя надежда хазар на спасение. И он не ошибся. Из отхода данников свита великого стана прибыла поевший своих собак. Салары, Амилии, Тавангары вернулись тощими и злыми, как дерзун, колючая трава. Арси и стражники походили на пожухший чекан по берегам опустелой реки. Еще недавно стоял чекан у черной реки камышовым войском с густым ровным лесом торчавших пик, а теперь поредел, был поломан и медленно умирал, скрипя последними стонами. По городу пошли упорные слухи, что после провозглашения себя царем Иосиф во время обхода владений напрасно ставил юрты Дике-Аурук возле становищ подвластных Кагану, Беков и Тарханов. Какой такой царь хазарский на кормление и заданью к нам пришел, удивлялись Беки и Тарханы. Никакого царя над нами никогда не было. Был Каган, Кагана давно нет, а царь? И они свертывали свои юрты и откачевывали от Дике-Аурук вглубь степи, а иные за вождей подвластных племен будто бы даже прямо заявили, что платят теперь дань Барсу Святославу, а если, мол, Иосиф этим недоволен, то пусть сразится со Святославом, благо тот стоит с дружиной недалече, в Вятичах. Иосиф навстречу Святославу не пошел, вернулся в город на реке, но и над городом, как угрожающий орлиный клёкот, витала Святославова «Иду на вы». И хотя страшные берестяной грамоты с таким предупреждением хазары не получили, но грамоты этой ждали со дня на день и упивались дурными знамениями, снова наплодившимися в городе, как мухи на навозной куче. Памфалон с удовольствием известил обо всем этом Константинополь, Новый Рим, специальным посланным с нарочным Питакии. Он приписал отвлечение воинственного барса Святослава от идеи прибить щит на вратах Нового Рима, отвлечение на войну с Хазарией целиком собственным заслугам, и ждал золотого креста с бриллиантами в награду. В этом же Питакии, готовя себе место среди святых, Памфалон обмолвился о том, что собирается вывести свою паству из Хазарии как из чумного места, а сам с замирающим сердцем наблюдал, как рвет свои дальбеки поводья толпа, да то ли хитро управлявшаяся в своих выкриках и стихийных поступках с помощью купленных в серах людей.
Теперь Берекер-Кем, кучка народа, бушевала нагло, глупо и зло, а подкормить ее всю было не только для серах, но даже для старосты всех базаров Гера Фанхаса слишком дорого. Гер Фанхас пробовал, правда, придавить толпу своим весом. Он, не щадя себя, вспомнил принародно на базаре, как нынешний Каган Агдулмыш, когда еще не потерял свою божественную силу и не сидел безвылазно, прячась от гнева народа в золотой юрте, опозорил его Гера Фанхаса. Я еще только начинал свое торговое дело, боялся с глазу и ходил обтрепанный, рассказывал, собирая вокруг себя толпу, Гер Фанхас. Это приметил небом рожденный, призвал меня и сказал громко: «Эй, толстяк, перестань красоваться, если не хочешь палок». Небом рожденный предупредил, что красоваться дырами на своей одежде не менее дурно, чем одеждой, расшитой золотом. Но обтрепанная толпа не поняла Гера Фанхаса. Она не хотела дыр, а хотела, если не золото, то хотя бы хлеба. В толпе, перестав надеяться на правителей, уповали теперь только на чудо, и все упорнее поминали золотоволосую Тану, жемчужину, которую волхвы подарили богу Барса, огненному Хорсу. Вспоминали старое хазарское предание про золотоволосую Алан-Гоа, приходящую через дымник с первым солнечным лучом для того, чтобы подарить хазарам небом рожденного. И тут же указывали, что как Алан-Гоа была Воислава, дочь Руса, которую хотел ввести в свою юрту наследник Тон-Ктыгин. Вот, мол, если бы родила золотоволосая хазарам нового Кагана, то вернулась бы Элю его сила. Шаманы пробовали перехватить Дельбеке и все-таки обуздать толпу. Пустили слух, что Хорс вовсе не навсегда, только налито увез с собою на небо в колеснице хазарскую Тану, жемчужину Воиславу, что накатается золотоволосая красавица на рыжих небесных конях и вернется с рассветным столбом, исходящим из дымника, в самую достойную хазарскую юрту, потому что пора, мол, даже и по срокам очнуться Элю, и коли волчонок Тану отдал Хорсу, то не для того ли, чтобы вернуть солнце кочевникам, чтобы, вернувшись к хазарам, Тана родила Хазарии от солнца Еда-Медихун, настоящего сильного Кагана, умеющего наводить дождь. Споткнувшись на сроках, когда пора очнуться Элю, священники всех вероисповеданий города бросились смотреть на небо, заново исчисляя календарь. Но сколько хакамы, маги, муллы, волхвы в небо не вглядывались, дурное расположение созвездий не менялось. И все остальные жрецы смолчали, когда волхвы объявили, что нынешнее лето Барса пало на знак мечей, и это значит, что русы придут за обоюдоострыми мечами, которые когда-то давно отдали хазарам в виде дани. Епископ Памфалон срочно запросил Новый Рим, и оттуда, к его радости, также срочно сообщили, что текущий 965 год роковой для Гога и Магога, Сирич для кочевников. А что до собственных хазарских кочевничьих гадательных дощечек, то по ним неизменно выходило, что идет Барсаил, год Барса. Оттого, мол, и разгулялся в хазарскую степь, куда раньше не забредал ужасный барс Святослав. Шаманы забили последних баранов и выставили на высоких шестах мясо для неба, надеялись привлечь красных степных коршунов, которые отпугнут барса. Но воронье, сколько в него не стреляли жужжащими стрелами, к следующему утру склевало все жертвенное мясо, а ни одного красного коршуна так и не прилетело. И тогда Памфалон понял, что теперь все в руках Божиих, коли
смело действовать. Был самый глухой час ночи, город спал, и даже стражники в городских воротах прекратили сторожевую перекличку. Дремали сморенные, промозглые предрассветной сыростью. Но Памфалон встал со своего чернецкого ложа, оделся, опустившись на колени, несколько раз перекрестился, взял в левую руку кадило, надел на шею большой черный крест и двинулся через весь город в путь. Он скользил в ночи неслышно и смело. Если его правая рука была на рукояти серебряного кинжала, то только на всякий случай. Серой длинной тенью проскользнуло мимо сонных стражников на наплавном мосту, которые, приняв его то за пролетавшую сову, то за бродячего дева, лишь попятились от бежавшей на них тени и помянули Аллаха. Они помнили, как поплатился за излишнее любопытство в ночную пору сын Арса Тархана. Епископ Памфалон спешил к работорговцу Геру Фанхасу. Сколько лет он ждал этого часа мести. Думал, что с него зачнет выжигание хазарской Кунгулсум. Теперь свершается. Гер Фанхас, оскопивший мальчика, купленного за гроши у бедного ремесленника Вениамина, и продавший его с барышом за сие поругание над его плотью в певчие в Новый Рим, сам призвал к себе на глухой час этого мальчика, когда-то Памфамира, всего лишенного, теперь пробившегося в епископы, близкого к Богу Памфалона из всех родов. Памфалон серой тенью соскользнул с моста и пошел по левому берегу. Гер Фанхас поставил себе расшитую парчой юрту Шилтесутай-Кер с плетеной юбкой, как у беков. Но как ни звал его Иосиф, так и не приехал на Дворцовую площадь на остров к Белому храму. Предпочел держаться среди живших на левом берегу кочевников. Левый берег был песчаным, и ступни Памфалона вскоре стали утопать в намокшем песке. Шаг его замедлился, и ему становилось все жарче. Сердце билось то часто, как колокольчик, то останавливалось совсем, пропуская удары. Гер Фанхас призвал к себе на глухой час христианского епископа, потому что, как он сам охотно распространял слухи по городу, его замучило наваждение. Он звал уже, чтобы отвести это наваждение левитов из Белого храма, звал шаманов, магов, мул и волхвов. Они все кадили, прыгали в священных плясках, кропили водой, пугали наваждение, но якобы оно не унималось и продолжало перед каждым рассветом приходить к Геру Фанхасу. Теперь вот последним, исчерпав все средства борьбы с желтым светом, пробивавшимся к нему в юрту из дымника, Гер Фанхас позвал христианского епископа. Зачем, мучительно думал Памфалон, чтобы действительно защититься от смущения дьявола? Или Гер Фанхас работает на легенду? Уж не хочет ли он теперь доказать, что не к Тонгутингу, принцу крови, а к нему, имеющему реальную власть в городе, теперь готова спуститься прямо с неба, вернуться от солнца золотоволосая? Не хочет ли Фанхас выставить всех священников свидетелями, что к нему ночью ходит золотоволосая, чтобы родить хазарам сильного хагана? Сердце застучало у Памфалона и замерло. Так что, он идет освещать страшное ловкачество своего врага? Фанхас потом всем покажет новорожденного от самой золотоволосой. Ступни проваливались в песок. Памфалон отшвырнул кадило и черный крест. Теперь же было совершенно ясно, что они не помогут епископу укротить наваждение. Против хитрости и обмана могли помочь только еще большая хитрость и больший обман. Полог
Шилтесутай-Кэр был открыт, но Памфалону не удалось незаметно скользнуть в юрту Гера Фанхаса. Дорогу преградили дюжие гулямы-телохранители, и только ощупав епископа и отобрав у него кинжал, они молча пропустили его к своему господину. Гер Фанхас сидел посреди юрты под дымником на корточках, на куче горячей золы, и едва не засыпал глаза епископу, бросив в него изрядную пригоршню. «Садись рядом, епископ», — сказал затем Гер Фанхас. «Оно сейчас придет. Я уже жду». Памфалон молча стал на колени рядом с Фанхасом. Его взгляд косил на гулянов. Он чувствовал себя опять проведенным хитрым работорговцем. Он стал молиться: «Охрани меня, Господи, Твоя есть воля миловать и спасти, Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом». Он молил у Господа о собственной охране, но не о Фанхасовой. У того были гулямы. Молитва Памфалона была длинной и раздражающей, и в ней не было про нужное. Фанхасово искушение золотыми волосами. Зато было много такого, после чего, это уже усвоил Фанхас, священники просили на Божьи дела денег. Однако не просто денег, а денег на нечто страшное, запросил купца епископ. Вдруг совершенно бестелесным голосом, какой только может быть у тени, епископ Памфалон сказал: «Гер Фанхас, почему не даете царю Иосифу денег на хана Курю? Мой Базилевс прислал большие дары печенегам за череп Святослава, но Куря боится. Куря требует, чтобы хазары тоже заплатили. Куря пойдет на Киев, но осаждать город не будет. Он будет стеречь Святослава, но Куре, чтобы прокормить войско в долгой засаде, нужно очень много припасов. Куря говорит, припасы должны дать хазары». Памфалон сказал это, и уже в следующее мгновение по сразу протрезвевшему, круто изменившемуся облику Гера Фанхаса понял, что совершил что-то не то. Гер Фанхас, да то ли истеричничавший, словно бы даже млевший в своем наваждении, в своих вроде бы прежде недоступных ему и оттого столь пугающих и сладострастных угрызениях совести, даже не позвав на помощь гулявов, сам резко поднял с корточек всю свою мощную тушу. «Денег на Курю? Хочешь, чтобы Иосиф подкупил Курю, паршивый пес? Ты решил натравить Курю на Киев? А ты подумал, что будет потом с нами, купцами? С теми, кто дал денег на убийство?» Гер Фанхас хлопнул в ладоши, и рядом с ним сразу выросли 4 гуляма-телохранителя. «Слушай, епископ, ты сам понимаешь, что Святослав будет здесь много раньше, чем придет весть из Киева о том, что там под стенами появился Курия со своими печенегами. Но уловка с Курией нужна тебе византийская лиса, чтобы после разгрома Хазарии Барс не двинулся дальше на Царьград. Ты служишь не родине, а Константинополю, но потом и Константинополь ты продашь. Сын вдовы. А, что, задрожал? Думал, я не знаю. Глупец. Я всегда спрашиваю отчета у Иосифа, на что он тратит мои деньги, даже когда он приобретает для Манихея кафедру хазарского епископа. Он дает отчет своему Сайарифе, банкиру. Памфалон съежился. Он хотел снова превратиться в тень, в маленького человека, каким прибыл в город на реке этой весной. Он понял, что переступил. Гулямы схватили Памфалона под мышки и подняли на воздух, легко, без всяких усилий, так, как поднимают ничто. Памфалон задрожал. Он понимал, что не Геру Фанхасу, готовому за лишний золотой продать сына, если бы он у него был, говорить о родине,
Но удар Герфанхас нанес точный и неотразимый. За предательство великого хазарского каганата полагается деревянный осел, и от распятия на осле при таком обвинении не могла спасти даже зеленая епископская мантия. Гулямы подержали для острастки епископа на весу и поставили на ковер у выхода из юрты. Серой тенью, будто уже не Памфалоном из всех родов, а снова Памфамиром, всего лишенным, выскользнул епископ из Шилти-Сутай Кер от Гера Фанхаса. Фанхас опять, как когда-то в детстве, снова его раздавил, опять размазал в грязь. Фанхас отпустил его, настолько он его не боялся. Уже не боялся, потому что епископа уже не было. Был преступивший, предатель, которого ждут пытка и казнь. Епископ отошел от юрты в степь и в изнеможении опустился на колени. Быстро светало, дохнуло ветром, и епископ с ненавистью хотел заткнуть пальцами себе ноздри, ожидая нестерпимого запаха полыни. Но ненавистного запаха все не было. Тогда епископ с растерянным беспокойством огляделся, стал щупать руками стебли вокруг себя и вдруг с жутковатой радостью понял, что заболела кормилица хазарского скота Кунгаулцун, высокая трава, желтая полынь. Она не успела окрепнуть за ветреное засушливое лето, не набрала соков к зиме и теперь мертвела на глазах, увядая не на зиму, а навсегда. Чернели и будто обугливались ее многолетние толстые стебли, обещая хазарам зимой снова бескормицу и падеж скота, а ее однолетние тонкие стебли стояли с засохшими и так и не давшими плодов кроваво-красными цветами, словно Кунгаулцун сама не захотела продолжить свой род и решила умереть вместе с хазарами. И засмеялся епископ над всеми ими вместе с Фанхасом, и кончился маленький человек Памфамир и снова вселился в епископа гордый Памфалон. Как под звон колоколов шагал зеленоризый епископ больной Кунгаулцун, топтал ее, принесшую ему на чужбине в Византии столько мучений своим зовущим сюда домой, пряным терпким запахом, и собственная зеленая тень, простершаяся над поверженной пахучей травой в эти минуты сладострастного вытаптывания мучительницы, вырастала в его собственных глазах до тени рока над всей Хазарией. Епископские зеленые ризы остались теперь единственным воспоминанием о зелени среди ржавого тления, и Памфалону казалось, что на их пронзительный зов теперь-то откликнутся все, кто хочет выжить, что, как стадо быков на красную тряпку, так кинутся сейчас все к зеленоризному поводырю с единственной мольбой: «Выведи нас, пастырь, к великому единому пророку Мани, веди нас, детей вдовы, навсегда осиротевшей, брошенной солнцем природы». Но вот я дождался своего. Я теперь выжгу траву, чтобы вместо проклятых сладостных запахов рождения, вместо недоступных мне слов род, родство, родина, ведь они тоже происходят от рождения, здесь вокруг пахло только гарью, и на горелом поле, освобожденном от предрассудков памяти Отечества и рода, я мечтаю посеять одного Бога. По гари обильные поднимаются всходы, и с этими всходами одному Богу, одному Духу отдам я эту землю, присоединю ко всей манихейской земле.
Я ведь сам-то теперь больше не хазарин, а сын всей манихейской земли. И я приходил устранить своего предшественника, потому что тот забыл об интересах всей манихейской земли. Не так он сеял, не то сеял, не мог сеять, не хотел сеять, убоялся Гарри. Я совершил то, что мне было поручено, занял епископскую кафедру и теперь выведу с собой на всю манихейскую землю всех нас. И я просыпался каждую ночь там, на райской чужбине, чтобы вспомнить, что, утопая босыми ногами в песке, мальчик бежал от отца своего, догадавшись, что тот хочет отвезти на сук Ар-Ракик. Отец позвал мальчика по имени, и мальчик остановился. И с тех пор мальчик не мог вспомнить свое имя. Но каждую ночь снова и снова бежал там, на чужбине, по красному песку, чтобы насладиться звуками своего родного имени, пусть даже уже не разбирая его смысла. За именем своим вернулся я, Памфамир, всего лишенный, сюда, в родные пределы. Но что увидел? Потеряно мое имя навсегда, как потеряно имена всеми вами, хазарами. Кто вы ныне есть, и кто завтра будете, не знаете сами. Как не знаете, будет ли завтра существовать великий хазарский каганат, потому что больна Кунгаулсун, высокая трава, желтая полы. Лучше сиротство, чем гибель. Что вы цепляетесь за родину? Живут же иные народы в рассеянии. Уйдемте же, пока не перезаразились всеми болезнями с чумного места. Я поведу вас. Будем побираться по миру. Он бежал вдоль реки по песку и чувствовал, как бежать ему становится все легче и легче. Ступни его проваливались в песке, но внутрь его все свободнее и шире входила необъяснимая легкость, и начала плыть вокруг, как будто бы эта легкость хотела оторвать его от земли, а он цеплялся ногами за песок, старался зарыть глубже в песок свои ступни, чтобы его не подняло. Его нашли в тот же вечер, уже порядком изъеденного шакалами, и равнодушно отдали доклевывать воронью. Нашедшие его стражники Арсии даже не польстились на зеленые ризы. Базар был закрыт. День 34. Работорговец Герфанхас. Из-за черной занавеси неслось: всезнающий дух божественного слова, сочини разумно печальные песни, чтоб мы плачевным голосом оплакали тягостную потерю нашу. Сокрушение великое надвинулось на наш Итиль, город на реке, и на всю Хазарию. Зачем возгордились мы и сделали управителя царем, второго сделали первым? Теперь постигает нас несчастье. Князь Севера ополчился на нас, не стерпел нашей славы. О, люди! Неужели отлучился от города хранитель, и высшая помощь нас отвергнет? Князь Севера погубит нашего льва. Герфанхас лежал на полу посредине белого храма и делал вид, что думает о Боге. На самом же деле он возмущался молитвой, которую пели желторизные. Желторизные голосили ее из-за черной занавеси,
за которой, как все в городе полагали, хоронились согласно обычаю ковчег, шатер и священные сосуды. Дабы простолюдины не испачкали ценности своими взглядами, допускались лицезреть ценности только желторизные. Поэтому и те молитвы, которые требовали, чтобы для большего благочестия при их исполнении жрецы благостно созерцали ценность, желторизные пели народу из-за занавеси. Герфанхас, не получив с налету справы о пользе работорговли, повел осаду. За последние месяцы так скрутил блудницу Академию, что она присвоила ему титул светлого Тама, человека без внутренней ущербности, полновластно доброкачественного, в котором взаимодействуют все помыслы, слова и дела. Однако все-таки оставался он с народом. За черную занавеску к ценности не рвался, расположено только жрецам созерцать ее на молитву, вдохновляясь, то пусть так и будет. Фанхаса всегда вполне устраивало все, что не мешало ему зарабатывать деньги. Но сейчас его так и подмывало все-таки пойти за занавесь и всыпать пару горячих желторизным, потому что явно не тем вдохновились они сегодня от ценностей. Сплошное уныние неслось на Фанхаса из-за черной занавеси. Пели желторизные вместо бодрости о сокрушении, о том, что бар Святослав ополчился на город и злосчастье несет. Выходило, что проклятые желторизные мало что беду на город накликали, но еще и панику среди верующих сеяли. Слава Богу еще, хотя какая уж тут Богу слава, что один был сейчас в белом храме Герфанхас. Притащился сюда он с позаранку, потому что решил самоличный пример другим купцам показать. На собственный вес понадеялся. Даром ведь, что ли, блудница постановила во всех домах собрания объявить, что столь прославлен Герфанхас перед Богом своим благочестием, что воскресне приди даже Элифас из Тимана, и тому отныне с Герфанхасом не сравнится, столько пользы принес он Божьему делу и на сук Ар-Ракики, и при сборе налогов, и пожертвованиями на храм. Понадеялся Фанхас, что сообразят купцы, что сейчас им всем по храмам молиться надо, чтобы панику в городе пресечь, толпу за собою, чтобы из города не бежала, увлечь порывом к нетленному, духовному. Но вот уже много часов лежит Герфанхас в одиночестве на полу храма, а ни купцов, ни мелкого народа не прибыло. Ах, неужели опять загулял от страха город, торопится нагуляться до гибели своей? Сам же свой Тере порядок пропивает, и даже священники свихнулись. Звал к бегству Памфалон, а теперь вот и желторизные в молитве по себе панихиду поют. Герфанхас шевельнулся на полу, попытался сменить позу. За последние месяцы, готовясь к голоду, он и прежде, будто из сальных шаров состоявший, вовсе оплыл. Брови густые, лохматые, как их все боялись на сук Ар-Ракики, потерял, бровями полысел, а телом столь налился, так что вот сейчас с превеликим трудом завел за спину ладошку, делая знак телохранителям, чтобы повернули его. Вообще-то рабов в Белый храм не пускали, однако для своих двух рабов-телохранителей Герфанхас добился у блудницы Академии разрешения, и вынесла блудница постановление, что так же, как желторизные состоят при ковчеге, шатре и сосудах, так рабы-телохранители Фанхаса должны состоять при его благочестивой мудрости безотрывочно. Сейчас телохранители узрели Фанхасово шевеление ладошкой, нагнулись, напряглись, будто поднимали огромную бочку с натопленным салом.
Одним махом поставили светлого Тама на ноги и отступили назад. Желторизные за черным занавесом завопили еще громче, еще плаксивее. «Теперь постигнет нас несчастье! Князь Севера ополчился на нас!» Опять намекали на барса Святослава. И не выдержала печень у Фанхаса, хоть перешел он к другому богу, но сохранялась у него твердая печень. Поднатужились маленькие ножки, повернули шары, составлявшие Фанхасово тело, и сказал одному из своих телохранителей, светлый Тамгер Фанхас, сальным голосом: «Ступай за занавеску. Прикажи моим верховным именем желторизным, чтобы они больше не пели, заткнулись, чтобы». Это был тот самый лучший раб, которого Фанхас едва не отпустил на свободу. Очень исполнительный. Но перекосило лицо раба, и не двинулся он с места. В расширенных зрачках остановился страх. Как можно кому-то из народа, а тем более рабу, за священную занавеску? Но Гер Фанхас оттого и стал светлым Тамом, что всегда был тверд в решениях. «Ступай, раб! Не будет тебе от неизреченного Бога никакой кары. Ты же не человек, ты раб. Господин твой один в тебе волен и за тебя в ответе. Но...» Теперь светлый дам ждал, когда смолкнут желторизные. На полусловие ли они запнутся, или до конца молитву пропоют. Но желторизные все голосили, а посланный раб внезапно выбежал из-за занавески. «Господин мой, украли ценности! Одни желторизные за занавесом, а ни шатра, ни ковчега, ни жертвенника, ничего нет! Их украли! О горе! Смилуйся над нашим городом, неумолимый Бог! Обокрали в нашем городе самого Бога! Божью утварь всю украли!» Фанхас сморщился. На что уж искушен был в жизни, а и он не сразу пришел в себя. Подумал: неужели вправду уже украли? Почему бы и эти ценности куда в надежное место не прибрать, коли в городе страхи? Однако кто на такое без него, Гера Фанхаса, мог решиться? Разве не он в последние годы, почитай, что один храм содержит? А никто не обращался к нему по поводу припрятывания ценностей. И тогда внезапно подумал Фанхас: а если и воровать-то никогда тут нечего было, если еще от Абадия тут одна занавеска? Так подумал светлый там, и холодно стало его печени настолько, что будто иголками ледяными его прошило. Вдруг прояснилось для него, что думал он. Перебегал в свое время к другому, более сильному богу, а оказалось, что перебежал к пустому месту. Оглянулся Фанхас. Сколь немало народу было во храме, но иные все-таки были. Сказал, едва приоткрыв рот, будто выдавил клей из щели: «Что ты мелешь, жалкий раб? Не кричи, глупец! Не дано каждому мерзкому рабу лицезреть святое, оттого и не разглядел ты ценности». Теплилась у него надежда, что Серах святыни предусмотрительно укрыла. Назад в пещеру до новых сроков отвезла. Но раб уже не мог остановиться, охая, кричал на весь храм: «Украли! Ах, люди! Вот она нам, кара Божия! Сколько уж знамений было! И голый Дев с табатаями ночью въезжал, и звезда над городом стояла, а вороны-то теперь каркать и вовсе не перестают, и вот от нас Бог ушел и вещи свои забрал». Гер Фанхас раскрыл рот,
Но будто клей во рту затвердел, не хотели из щели рта выдавливаться слова «Ах, какое горе иметь сообразительного раба!» Проколол весной ему Герфанхас при блуднице шилом ухо. Жаль, что печень тогда не проколол. Напрягся всем телом Фанхас, выдавил такие из себя слова к другому своему телохранителю. «Помоги глупцу этому! Видишь, сатана помрачает ему разум, хочет душой его завладеть. Не дай ему безумным отойти в иной мир. Укороти его время, ну!» Маленькая ручка Фанхаса зашарила, засуетилась у себя за поясом, протянула другому телохранителю тонкий, как прут, нож. Когда труп бегавшего за святую занавеску раба опустился к ногам Гера Фанхаса, вздохнул Гер Фанхас, сказал убийце телохранителю громко: «Так-то вот. Ты, убийца, не слишком разорил меня тем, что прикончил сумасшедшего. Однако деньги надо беречь. Напомни мне, чтобы я непременно получил цену этого убиенного тобой желториздых. Я надеюсь, что если по совести, то они 2 цены за моего телохранителя должны дать, раз уж такое сумасшествие из-за них с ним вышло». Гер Фанхас еще раз вздохнул и, тяжело повернув на маленьких ножках свою грузную тушу, сам потащил ее к выходу. Убийца же бросил кинжал с тонким лезвием на пол храма, схватил за ногу труп своего товарища и поволок его за светлым тамом. На белый деревянный пол сочился тонкий кровавый след. След сливался, переплетался с такими же, но уже давно потемневшими следами, оставшимися от жертвования непорочных агнцев. Этот след теперь словно напоминал, что сегодня на жертвенного агнца никто не разорился. Гер Фанхас сел, выйдя из храма, в носилки. К городу подступала полночь, но темноты не было. Похоже было, что разорили сегодня люди все склады на свечном базаре, потому что где только не теплились огоньки. Прилепленные к домам горели восковые фигурки, беспорядочно двигались факелы, трещали, дымя деревянные башни, набитые хворостом и паклей. Носилки на плечах рабов раскачивали огромное тело светлого тама уже на наплавном мосту. По мосту слуги тащили, посадив плетеные корзины, хмельных богатых хозяек. Иные из тех, кого некому было подобрать, просто валялись на мосту, и носильщики вынуждены были переступать через них. Несколько женщин в красных кожаных шароварах образовали вокруг носилок Фанхаса хоровод и бессвязно пытались что-то пропеть. Хотя, по традиции, в красных кожаных шароварах ходили доступные женщины, но было похоже, что сейчас в этом наряде не стеснялись щеголять многие. Мужчины обнимались, что-то мыча, и разорванные пестрые халаты соседствовали с такими же порванными и испачканными белыми рубахами. Рядом были мусульмане, христиане, язычники, верующие в неизреченного Бога. «Ах, сыновья города!» — с удовлетворением отметил Фанхас. «Все теперь равны, все хазары, как в арбузном доме, который хоть и носит имя свое по арбузу, но рядом укладывают в себя все плоды». Фанхас улыбнулся. Сколько пришлось ему в свое время выдержать столкновений, когда он добивался от блудницы Академии постановления о богопритворности кабацких заведений. Но все-таки он закрыл кабаки. И вот результат. Доход Гер Фанхаса, заранее прибравшего винный базар, к рукам растет. Прежде пьяницы сидели по кабакам, да и там кабачки, боясь не получить с пьяных деньги или проклятие от мул, если те заметят, что из кабаков вываливаются пьяные, особо пить никому не давали. Теперь вино закупают на базаре прямо бочками с утра, и с утра пьет прямо из бочек весь город. И главное,
бунтов никаких. Вон сегодня купцы и отцы города в смятении, царь в страхе, а пьянь на улицах лобзается. Пожалуй, если так дальше бы шло, то можно было и Арсиев с башни в реку сбросить. Чего зря на стражников государственные деньги расходовать? Богачи? Так пусть себе телохранителей сами нанимают. А пьянь? Да пусть и дальше с пьяну лобзается. Он, Фанхас, готов даже ей с утра от себя пару-другую бочек выставить. Герр Фанхас откинулся на подушках. Носилки на плечах рабов раскачивались мерно, как люлька, толкаемая материнской ногой. Герр Фанхас любил носилки и всегда торопился забиться в них, когда у него возникали неприятности, и ему хотелось забыться. Может быть, это было с ним потому, что покачивание носилок напоминало ему его детство в кочевничьей юрте на колесах. Он прикрыл глаза. Пропавшие из белого храма ценности не давали ему успокоения. Неужели Серах переправила их уже куда-то? Или их не было, а ему не сочли нужным об этом сказать? Нет, не станет козел бараном, сколь не завивай ему рога. Не допустит коровы в свое стадо козла, сколько не растолстей он. Герр Фанхас вдруг припомнил верного своего человека из желторизных, который когда-то предупредил его: «Не ходи, Фахбука», так тогда еще звали будущего Герра Фанхаса, «в наш храм. Зачем он тебе? Небо синее над собой потеряешь, а потолок деревянный, тот, что в белом храме, не обретешь. Кто беребещику доверится?» Увы, нету давно у Герра Фанхаса того верного человека среди желторизных. Посчитал тогда Бока, силач, Фахбука, того верного своего человека, за завистника, и вместе с именем своим и старого друга отдал. А вот сейчас ясно, что зря отдал. Тогда утопили желторизны этого человека. А сейчас как бы он Фанхасу помог? Глазами бы его в белом храме был. И не чувствовал бы тогда себя светлый там постоянно, будто он весной среди бела дня в воде сидит, только вымылся, да еще вымытую одежду разослал. А яснее говоря, не гляделся бы по понятиям кочевникам охальником, которого небу за насмешку только и остается, как ударить молнией. Не дождался дождя для всей степи, один захотел вымыться, вот, мол, получай. Ведь правда, один тогда захотел Фахбука впереди всех золотом умыться, в золоте, искупаться. Маленькая рука светлого тама забеспокоилась, нашла в занавесках щель. Через нее щель его рта выдавила: «Стойте, рабы! Стойте! Не качайте больше носилки! Или нет? Бегите! Бегите к Иосифову дворцу!» Больше Фанхас уже не задергивал занавесок. В носилках он лихорадочно думал о ценностях. Неужели его единоверцы, не дожидаясь исхода, решили тихо смыться? «А, нет, мои золотые, вы теперь не сделаете меня снова Фахбукой, которого можно бросить под синим небом дожидаться молнии из стороны Рус. Ежели даже на вашем челне, на котором вы собрались отгрести от этого берега, нет так много места, и вы думаете, кого оставить, то не меня. Вы что, решили, что я уже упустил свой случай? Писано, я видел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб и неразумным богатство, и не у искусных благорасположение, но время и случай для всех. Так вот, я поставил на неизреченного Бога, как на откровение случая. Я понял это откровение и поймал свой случай. Я схватил случай за гриву. Я был Бока, силач среди черного табуна, но я сообразил, что белому табуну, забредшему на реку,
нужно несколько скакунов иных мастей, чтобы не распугать молочных кобылиц. А теперь, когда я втерся в белый табун, я уж от него не отстану. Так злился Фанхас, а сам засомневался, а может быть, напротив, ему сейчас-то и самое время отстать? Вот он слышал, что иные из купцов, что прежде в неизреченного верили, теперь в христианский храм уже похаживают, а сам Иосиф так между тремя богами и разрывается. В пятницу в мечеть, в субботу в белый храм, в воскресенье в церковь. Уж не присматривается ли давно Иосиф, как рыба, где глубже окажется? И впервые пожалел светлый там о родном синем небе, желтом солнце и зеленой степи. Впрочем, и сам он замечал за иными, что те начинают жалеть о родном только тогда, когда на чужих харчах несолоно похлебают. Чего ему надо было? Но был он в юности просто Фах-Бука. Веселый Фах-Бука, смелый Фах-Бука, сильный Фах-Бука, Боко, Оглобля, Дышло, Силач, Фах-Бука. Он и тогда уже был до того тяжел, что когда, перенося ногу через лошадиный круп, вставал в стремя, конь его, хоть и был приземист и мощен, покачивался. И тогда собирались многие в городе поглазеть, как трутся шары сала друг от друга те, что составляли Фах-Буку. Однако девушки, было же такое, любили сами целовать его толстые щеки и густые, мохнатые, тогда никого не пугавшие брови. Девушки запросто подходили к общему любимцу Фаху-Буки и сами целовали его. И почему-то никому в толпе не приходило в голову, что этакой распущенностью девушки могут покрыть себя позором, обесчестить своих отцов, ведь это же они не какого-нибудь простоволосого, а Фаха-Буку, народного любимца, целовали. А если собирались за хлебным набизом мужчины, то и тут непременным украшением веселого сборища был Фах-Бука. Не он сам, так хотя бы анекдот про него. И всегда добрый анекдот, потому что грязь к Фах-Буковым шарам как-то не прилипала. Казалось, что само небо выбрало его на добрые поступки. И сам Фах-Бука тогда приговаривал, наотрез отказываясь зарывать в землю добытую в походе добычу. Те, кто сейчас усердствует, лишены доли разума, так как между землей и зарытым кладом нет разницы. Поскольку при наступлении смертного часа сокровища не приносит пользы, и с того света возвратиться за ними невозможно, то я свои сокровища буду хранить в сердце, и все, что в наличности, отдаю нуждающимся, чтобы прославить свое доброе имя. Вот как он прежде говорил. И все бы так и продолжалось, коли бы однажды не оказались среди распоряжавшихся его добром несколько дошлых рахданитов. Эти рахданиты, взяв у Фаха-Буки сокровища и рабов, потом вернули Фаху-Буки цену вдвое, объяснив, что им удалось удачно перепродать его товар за морем. После этого удивительного случая Фах-Бука стал ходить в походы специально за рабами, а затем и сам стал перекупать и перепродавать рабов, и уже больше никогда не раздавал своего добра, а стал быстро копить его. А когда некоторые из жрецов на родном капище однажды осудили Фаха-Буку за жадность, то, не раздумывая, он сменил Бога, стал он Герам-Фанхасом и еще больше с новым Богом преуспел. Самым богатым человеком и главнокомандующим Кандар-Каганом стал. Однако вот теперь его не облапошивают ли? Носилки с Фанхасом остановились. По площади возле царевого дворца даже сам царь Иосиф не разъезжал в носилках. Стояло здесь много святилищ, теснились они, отталкивая друг друга, как люди, локтями,
и как кипяток крутилась между святилищами разношерстная толпа. Подталкиваемый сзади телохранителем, светлый там, как большая бочка с рыбьим клеем, вдвинулся, вкатился в эту толпу. Оскалив мелкие зубки, были у него при большом теле не только ручки и ножки, но и зубки мелкими. Или, может быть, были они и обычными, но для необъятного тела все равно казались недостаточными, слишком уж маленькими. Герфанхас сглотнул слюну. У него всегда, как у верблюда в гневе, начинала вдруг обильно течь слюна, когда он ярился. Он опять думал о пропавших ценностях. Проповедовали желторизные, будто не знает человек своего времени, и как рыба попадается в пагубную для них сеть, как птица запутывается в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно находит на них. Но уж ли он, смелый стрелок Фахбука, переметнулся из-под синего неба под деревянную крышу белого храма только для того, чтобы стать рыбой в сетях, птицей в селках? Как же? Неужели для того, только чтобы стать поживой, раскормил он свое тело? Да, теперь прохожим не надо узнавать Герафанхасово лицо, чтобы вовремя перед ним в пыль упасть. Издалека гору сала видно. Видно, что идет навстречу великий богач. Его тело кричало: «А ну, падайте все ниц! Я светлый там, Кандар-Каган, главнокомандующий, царский Саярифа, банкир, староста базара, главный сборщик налогов и самый богатый рахданит в городе иду». Но на этот раз светлого тама вроде как в толпе и не заметили. Людской водоворот продолжал вариться, как варится кипяток, и пузыри также пускал, и также перекручивался. Никто и не отстранился даже, и разговоров своих подобострастно не прервал. Разве что иные голос повысили, когда между ними втолкнулся Герфанхас, потому что продолжали кричать через него, как через бочку, и в подкрепление своих доводов хлопали звонко кулаками по живой бочке. И от этих неожиданных шлепков прекратилась слюна, и высохла во рту у Тама, и вдруг начал пугаться подлости от царя Иосифа светлый Там. Сующая во все нос Сирах уговорила Иосифа сместить Пихаса. Не взлюбила она Пихаса за то, что тот на ее прелести внимания так и не обратил, и на его место предложила Герфанхаса поставить. Все равно, мол, войны не предвидится. Хотела услужить Сирах Фанхасу, чтобы за лишний чин деньги с него получить. А вот теперь война на носу. А из него, Фанхаса, какой же он полководец? Ему бы на место Кагана теперь. Он место Кангар-Кагана только как ступеньку принял. В толпе по-прежнему кричали через Фанхаса, как через обыкновенную бочку. И какие-то дикие не то были, не то сказки кричали, хотя Фанхас, откуда они эти сказки знал, и мог бы еще добавить от себя к каждой сказке подробности. В толпе испуганно оповещали: «Я видел их! Они сплавляются из Вятичей!» А тут же, еще более испуганно: «Да не ври ты! Ежели бы ты их видел, то не было бы тебя тут! Давно бы за море удрал со своими пожитками! Да нет, плывут они, и сверху тьма лодий, и через Волок со стороны Дона на нашу реку переправились, струг за стругом, а впереди на первой лодии молодой князь, как барс! Эй, а я слышал от заморских купцов, что у них дом, который построил один из их владык на Черной горе. Дом тут окружают диковинные цветы разной окраски, разного вкуса, все очень целебные, и у них там огромный идол в образе Зухала, сделанный в виде старца. В руках у старца палка, которой он приводит в движение кости мертвых из могил.
Под правой ногой зухало изображение муравьев различных видов, а под левой ногой изображение грачей и других птиц. «Да не заливай, что пугаешь? К нам же не эти, к нам они из города Киева, что на Днепре идут. А я сам на Днепре был, видел их. Они там обычные, такие же, как к нам в лодках всегда спускались, пока их стражники тут убивать не начали». Вокруг Гера фон Хасса стынет дыхание жарких уст, и замораживаются обрывки фраз, и вскрики, и придушенный шепот, на который перешли не столько из желания сохранить тайну, какая уж тут тайна, раз они близко, сколько от испуга. И от всего этого пахнуло на Гера фон Хасса загробным холодом, потому что все это вместе было всего одним голосом, но самым вредным и опасным для судьбы Эля голосом. Голос Билек Иркен толпы, у которого нет ни цвета глаз, ни формы носа, ни рисунка губ, нет и языка, чтобы главнокомандующий мог приказать стражникам вырвать его. Но вот и стражник пустился болтать. «А я видел их, когда они возвращались из-за моря и, проходя мимо нашего города, за разрешенный пропуск хотели, как договаривались, отдать половину товаров. Я еще тогда одному из них язык вырвал». Ему в ответ: «Да не ври ты, Булан, купцу мирному ты тогда язык вырвал. Буду, отцу Воиславы, той, которую на небо Хорс взял. Вот теперь попляшешь, теперь они придут и тебе язык первому вырвут. Люди уж покажут, кто мирных купцов обижал». Кто-то вмешался, спасая Булана от расправы. «Ах, не ссорьтесь, ну какое теперь кому дело, что когда-то было? Забудь. Зачем? Зачем пальцами друг на друга показывать? Все мы вместе». Но из толпы напирали: оказался волк с овечками вместе, блеет. Я не волк, это не я вас, овец, съел, не выдавайте меня охотнику». Подоспел мулла: «Тш, послушайте, почтенные, я вам лучше про них еще расскажу. У них самым великолепным украшением почитаются бусы из керамики. То-то ты, благочестивый, на базаре вчера все бусы скупил. Готовишься? Тебе об Аллахе думать, а ты как откупиться мозгуешь. А знаете, у них деньгами служит серая белка без хвоста, передних и задних лап и головы. Соболи, как монеты идут. А денег они имеют, лишь куски металла употребляют вместо мерил, а куплю-продажу совершает с помощью мерной чашки. Но нам-то они не чашками, а мечами отмерять долги будут. С работорговцев начнут, которые соколабами торговали, за рабов славян считая». Гер фон Хасс поперхнулся, поджал свои тонкие губы. Его рот всем казался щелью, потому что при необъятном теле губы у него складывались капризной ниточкой. До фон Хасса дошло, что их, он и сам не решался назвать их по имени, толпа уже сравняла с самим неизреченным, которого верующие тоже никогда не решаются называть по имени и содрогаются, когда имя его проступает в памяти. Или что? Людей уже доконали знамения, обилие Яарин вместо влаги одождило город и промочило всем печень. Сам фон Хасс прежде не страшился знамений. До истории с желтым лучом, навещавшим его из дымника, он просто отмахивался от них. Не в том, что завезли ночью в город Табата и гробы, не в голом Деви, не в остановившейся звезде, не в крающей вороне фон Хасс не видел никакого знака свыше. Он давно приучил себя плевать на страх Божий, и как бы он иначе разбогател, если бы страх ответить на небе за неблагочестивые дела, обманы, слезы сирот, держал бы его за руку. Фон Хасс убедил себя: зачем, если задуматься, всесильному Богу предупреждать слабого человека? Разве может человек составить пользу Богу? Разумный ищет в другом пользу для самого себя. А Богу-то с чего это искать себе пользу в человеке?
Ну что Богу от того, что будет, допустим, какой человек праведен? Что Богу от раба Божия, когда тот на земле, когда он, Бог, там, на небе? Ничего не может оставить человек от себя Богу, кроме поклонения. Однако поклонение лестно лишь от равного, с которым рядишься. Так неужели Бог опустится до состязания с ничтожеством? Тьфу! Фанхас смачно сплюнул, потому что он опять разозлился, и слюна переполнила его рот. Сплюнул и испугался. Подумал, что вот плюнул он на свою землю, а что дальше? Куда он теперь? За черной занавеской не оказалось ничего. Богатства? Он тоже не был простак. Переправил кое-что и в Багдад, и в Кордову, и в Киев. Однако к чему деньги ему теперь, если придут они? Если даже он убежит, то кто он будет со своими деньгами там, где-нибудь в Багдаде, Кордове или, допустим, Киеве? Кара-Хазар, черный кочевник, без роду, без племени, перекати поле, зацепившееся колючками в хазарском квартале чужого города, квартале неизвестно почему называющимся Хазарским, потому что через несколько дней Хазар не будет. Здесь на реке никогда уже ничего не будет. Хазар не будет, его не будет. Сколько он продал отсюда мальчиков, девочек, сколько вывез проданных в рабство за долги взрослых. Нет их уже там в других странах никого. Исчезли, потеряли себя, даже если влачат где-то свою изуродованную плоть или, напротив, рожают детей в гаремах каким-то другим народом. И все это сотворил бывший Боко, богатырь Фахбука, которого когда-то девушки не стеснялись при всех целовать в толстые щеки. Вот за что! За искоренение собственного рода они его, оказывается, тогда целовали. Фанхаса трясло. Гер Фанхас полез сквозь толпу. Скорее, скорее, прочь отсюда, прочь от идолов, капищ, мечетей, церквей, домов, собраний, прочь от богов и прочь от народа. Сегодня же он должен скупить все корабли, какие бы цены ни заломили за них. Нет надежнее скупать верблюдов. Скупить верблюдов и через степи, вглубь пустыни. Примешь ли ты меня с моими дарами, зеленая степь, желтая пустыня? Ха-ха, примешь. С дарами всякий гостя примет, примет. И ночью убьет. Разве так он сам не поступал, когда вошел в перепродажный раж? Фанхас торопился. От поспешности при его грузном теле у него сдавило что-то в груди. Печень, сердце. Он сам уже давно не мог разобраться, что у него осталось. Ремни под халатом, стягивавшие шары сала, сползли, и казалось, что составившие его тело шары вот-вот рассыплются, грудой попадают на землю. Внезапно он почувствовал, что толпа, сквозь которую он продирался, уже не сопротивляется ему, что она тоже кинулась вперед, подняла и понесла его, как бревно, с собой. Над толпой истошный голос проповедовал: «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. Тоже делает глупость уважаемого человека с мудростью и честью Эля. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. И есть зло, которое доконает Эль даже под солнцем. Это погрешность, происходящая от властелина». Фанхасу показалось, что он знает этот голос, что это кричит Сирах. Но зачем же Сирах было подбивать Билек и Рен, кучку народа, толпу против властелина?
Или все так привыкли к тому, что Серах кричала всегда голосом толпы, что теперь сама толпа, когда захотела кричать, закричала ее голосом. Фанхас попытался заткнуть себе уши. Он всегда пасовал, когда визжала, чего-то требовала от него жена Иосифа Серах. Его несло в толпе, как бревно в потоке. «Мертвые мухи портят и делают зловонной масть мироварника! Ворвемся во дворец! Пусть властитель дает ответ! Мертвые мухи! Мертвые мухи!» С крыши дворца глашатаи трубили в длинные трубы и громко кричали, что великий царь Иосиф, идя навстречу своему народу, решил срочно собрать у себя во дворце великий диван, дабы обсудить положение. Глашатаи были освещены факелами, и в них оказалось очень удобно швырять камнями. «Мертвые мухи!» Толпа тоже сообразила, что несет тело светлого Тама как бревно. Она и использовала его тело как таранное бревно. Раз! Светлого Тама раскачивали. Два! Им ударили в запертые дворцовые двери. «Да переверните же бревно! Лбом! Лбом бейте! Не ногами! Лоб тверже!» Двери царева дворца были дубовые, и лоб Гера Фанхаса раскололся раньше дверей. День 35. Царь Иосиф. Рассказывают, что царь Иосиф вовсе не тогда приказал трубить с крыши в длинные трубы, когда толпа уже накатилась на дворец, а что был он прозорлив, и, несмотря на ночную пору, начал собирать диван, едва только усмотрел, что толпа на площади крутится кипятком, а когда толпа стала колотить в дубовые двери дворца головой светлого Тама Гера Фанхаса, то Иосиф уже сидел в парадном кресле и успокаивал свою душу. Безмолвствуя сидел Иосиф в кресле, а перед ним безмолвствовал собранный диван. Задача души состоит в том, что она во время земной жизни подвергается испытанию. Может ли она, несмотря на соединение с телом, сохраниться чистою от земных искушений? Если она в состоянии это сделать, то по смерти просветленная вознесется в царство духов. Ежели она, напротив, запятнает себя земным, то должна будет снова и снова, даже несколько раз, вселяться в плоть, пока не очистится многократным испытанием и не будет в состоянии взлететь в духовный мир. Так, вспоминая тайное учение Хозму-Нестару, мудрую Каббалу, пытался успокоить себя Иосиф, но покой не шел к нему. Тогда, несмотря на ночь, приказал он задернуть окна плотными занавесями, и стал за занавесями уже слабее слышен гул возбужденной, распоясавшейся толпы на площади перед дворцом. Полегчало немного на душе, а то уж совсем собралась она отлететь, да как тяжелой взлететь, и на сердце у царя. И поправил царь на себе специально надетый для чрезвычайного дивана синий, широкий первосвященнический пояс, стянувший белое полупрозрачное из тонкого вессона сшитое одеяние, и растопырил, как показывал ему Александрийский жрец, кверху сразу все свои 10 пальцев, и в полном согласии с таинством Еноха Метатарона Масона побудил небо дать благословение низшему миру. За детей вдовы попросил. Да, так было. На глазах у всего великого дивана царь Иосиф масоновым жестом побудил небо к благословению низшего мира. Не убоялся кары со стороны ангела лика, перед непосвященными раскрылся. Вот совершил он такое. А что ему было делать? Какие другие у него были возможности поднять себе цену, упавшую в глазах подданных? А в диване ведь были лучшие люди из них. Когда там, внизу на площади, вместе с чернью, купцы и менялы, даже рахданиты бунтуют, то что другое мог бросить на весы сейчас Иосиф? Не ждать же было ему, пока и его телом, как Фанхасовым, начнут колотить в двери. А пусть за это ангел лика, если не боится своего слугу высокопоставленного потерять в Хазарии, в наказание плоти лишает, забирает на небо
и заново воплотив, в новом облике засылает на землю. Пусть считает ангел, что не выдержала моя душа испытания. Пусть предлагает мне новую плоть на земле. Я, может, и сам не жажду с первой попытки зацепиться на небе, остаться в царстве духов. Может, для моей души полезнее пожить в каком-то другом теле? За кого ангел лика меня принимает? Что, я в другом теле не устроюсь? Устроюсь. И, может быть, еще даже в детях утвержусь. С Серах ведь у меня ничего не вышло. И рабынь в ноги ей клали. Не вышло. Так, может быть, попорченную плоть ты мне, ангел лика, для первой моей попытки на земле предоставил, а? Думал Иосиф. В зале тем временем уже заканчивался церемониал вползания, и тут, может быть, в первый раз за прошедшие месяцы пожалел Иосиф, что по наущению Серах выкинули с башни Писаха. Ведь как Писах на совещание вползал? Пластался ловко и красиво. Какой красивый, завидный Даус, павлин! Ах, как пригодилась бы сейчас Писахова доблесть! Теперь же вот и с войском навстречу врагу послать некого. Не Фанхаса же? Тоже мне придумала Серах, покровителя своего Кандар-Каганы. Зачем? Ах, видно, все-таки есть мудрость богов в том, что сейчас толпа фанхасовым телом в двери колотит, избавляет от ненужного главнокомандующего город. Освящения дивана на этот раз не было. Иосиф сам не знал, кого из жрецов на освящение чрезвычайного совещания позвать. Всех? Но донесли Иосифу, что уже отошел к своему богу сожранным шакалами епископ Памфалон, что мулла сбежал, а волхвы двинулись сами навстречу Барсу. Уж не из-за богатого ли выбора богов избаловались подданные мои? Вдруг странно подумал Иосиф. Веруй в кого хочешь. Не отсюда ли пошло баловство душ, как у невест, у которых по 7 женихов, они привередничают и вовсе без женихов остаются? Белые евнухи, присланные Серах, принесли еще свечей, толстых, из русского воска сохранились запасы у рачительной Серах. Заменяя священников, евнухи сами стали ходить по залу с курительницами. Все-таки Иосиф не мог не отдать должного своей Серах. Подумала она о празднике для лучших людей, которые будут слушать речи ее великого супруга. Зал пропах христианским ладаном, мусульманским бальзамом, травами капищных воскурений, сладко возбуждающе дурманил головы. Иосиф захлопал в ладоши. В настороженной, забито притихшей тишине заговорил громко, торопливо о времени и полувремени и о том, что есть сила, которая хочет прийти и отменить праздничные времена. Фразы Иосифа были расплывчаты, завуалированы, но звонкие. Иосиф знал пока только, что он должен что-то говорить, много и веско говорить, чтобы не показаться другим растерявшимся, упустившим Делбеке поводья. Не молчать, чтобы не потеряться среди других. Но в середине его длинной и красивой речи, нарушив ритуал, в попыхах вбежал Шлума, торговец и штатный наблюдатель при Белом храме. От двери завопил: «О, великий царь Иосиф! В степи собрались люди на совещание. Они объявили, что у них там, а не здесь у тебя собрание сильных. А в городе Карахазары уже с воплями: проснитесь, кабары-бунтовщики, по улицам бегут. И в степи на том собрании сильных тоже кабар поминают». Царь Иосиф не изменился в лице, равнодушно, будто слушая мимоходом то, что должно было быть известно всем, приказал стражникам вывести из зала и побить Шлуму хорошенько палками за плохое исполнение службы. Диван уже объяснил совершенно спокойным голосом: «Эй, это я сам разрешил собраться представителям домов в степи подальше.
А туда не пошел, потому что здесь с вами всеми занят. Вот здесь, совещаюсь. Сказав так, Иосиф, однако, поманил к себе пальцем Арса-Тархана и шепотом приказал ему пойти и хорошенько вызнать у Шлумы, что это за собрание и где оно, и незамедлительно его разогнать. Потом Иосиф опять говорил громко и долго, но в диване теперь шумели. В задних рядах между синеподушечниками, сафирами, чиновниками и красноподушечниками, амилями, таможенниками споры подкреплялись уже зуботычинами. Диван, похоже, начинал превращаться в такую же толпу, что бесновалась перед диваном на улице. Иосиф нервничал. Знал, что надо взять стражу и мчаться в степь на какое-то там самочинное собрание сильных. Но как оставить диван, не подавив здесь семян распущенности? Думая про толпу, сразу вспомнил о серах. Ох, как умеет его жена управлять голосом Билли Керен, кучки народа. И внезапно волна, горячая и торопливая, как желание женщины, охватила его, заставила содрогнуться сладко всем телом. Но эта чувственная волна сейчас не была в Иосифе желанием женщины. Мысль о серах послала к нему бинах, зачинающий дух. Бинах, бинах, как блуждает по земле излитый вездесущий свет, так, согласно учению масона, вечно блуждает меж людей и бинах, одно из проявлений излитого света. В просторечии мы называем бинах вдохновением. Может быть, потому что бинах является не каждому, а больше поэтам, художникам, музыкантам и ученым. Никто не знает, от чего вдруг является человеку бинах, но по некоторым признакам можно догадаться, что мужчинам чаще всего посылает вдохновение любимая женщины. Вспомнит мужчина о женщине, а она посылает к нему ответно, как эхо излитый свет, отзывается в благодарность за светлые воспоминания излитым светом. Гордый, рыжий, прекрасный царь Иосиф никогда не сочинял стихов и за всю свою жизнь не взял в руки ни одного музыкального инструмента, но он знал свои минуты вдохновения. В минуты бинаха, зачинающего духа вдохновения, Иосиф всегда играл властью, извлекая из власти своей себе радость, как музыкант из самого прекрасного инструмента. Вот и сейчас мощные толчки крови уже пошли разогревать Иосифово тело, участилось дыхание. Будто накаливаемое над костром, медленно, но все острее и приятнее краснели его уши, а в виски постучался горячий лед мудрости. Иосиф прекратил катать шары полунамеков в своей громкой речи. Он опустил руки с 10 растопыренными пальцами. Бойцом, заранее предвкушающим свое торжество, оглядывает он теперь весь зал. О, мой бинах! Благодарю тебя, ангел лика, что ты не наказал меня за дерзость, а именем супруги моей, очаровательной Серах, послал ко мне свет, и теперь разливаешь его во мне. Вот я убрал просившие пальцы. Бинах во мне, и сам я над низшим миром хозяин. Я еще не решил, но уже знаю, что решу. Я еще ничего не сказал, но уже знаю, что от сказанного загорятся другие. Оно во мне, вдохновение. Я сейчас высчитаю обстоятельства и обращу их себе на пользу. Вот кабары-смутьяны, они вспомнили свое старое имя бунтовщиков, уже где-то в степи собрались, но мне уже больше не надо пытать Шлуму. Без него я уже сам открыл, что там, в степи, лишь сборище недовольных, но не знающих истинной причины своего недовольства, грубоскулых, тупоносых, черных кочевников. Вот толпа на площади. Они, наверное, уже убили Кандар-Кагана Герафанхаса,
Недолго ведь может человек продержать в себе душу, когда телом твоим беспрестанно колотят, как тараном в дверь. Но что представляет собой толпа, рвущаяся во дворец? Лишь томление голодных глупцов, не разобравшихся в себе, изнывших в своей душевной похоти и обнаглевших из-за того, что по городу поползли, как расплодившиеся дурные насекомые, пугающие слухи. И вот я, который знает, что очень много бывает несчастных случаев, когда созревшая невеста позволяет жениху поднять край своей одежды, не дождавшись позволения закона, именующегося браком. Так что делает умный отец? Может быть, он, поняв свой позор, бежит на площадь, на глазах у всех рвет на себе волосы и обещает запороть дочь? Нет, умный, как Вениамин, отец берет за шиворот священника и укоряет его громко перед всеми, что тот по забывчивости до сих пор не объявил людям о давным-давно состоявшемся обручении. Иосиф потряс руками, взывая к небу: «О, подданные мои! Я ведаю пророчество! Давным-давно было это пророчество нам. Эдом, Византия и Измаил, халифат, истощат в долгой войне друг друга. Сами возведут себя на костер и сгорят двое в нем, чтобы на этом пепле родился третий. Таково было давным-давно пророчество. Ведаю я, Танай Симон скорбно постился 40 дней, а на 41-й открылась Танаю огненная тайна, и ангел Лика шепнул ему в ухо то, что я вам сейчас открыл. Танай Симон вычислил тогда же 2 последние цифры года, когда освободится пепел для третьего и настанет конец чудес. 2 столетия люди ждали напрасно, ибо вычисленный год не подтверждался, но все великое происходит с 3-го раза. Я созвал вас на чрезвычайное совещание, мои подданные, потому что хочу назвать вам полную цифру. 4728. Нынешний год. Иосиф победоносно засмеялся. Он сам не знал, почему он вдруг назвал эту цифру, но уже понял, что цифра впечатлила. «Подданные мои, сыны Кагана!» О, как ловко оттесняет Иосиф в своей речи от себя Кагана, назвав влиятельнейших людей города сначала своими подданными, а уж потом традиционно сынами Кагана. Вон он, Бенах, в действии. «Сыны Кагана, мои подданные! Сердце мое сокрушается сейчас о тех неразумных существах среди моего народа, которые имеют неверное и смутное представление о нашей вере. Иные вовсе отрицают ясную, как день, истину и хвастают своим неверием. Потоки заблуждения несутся над нашими головами, и мы полагаем, что нет хорошего пловца, который вытащил бы нас из пучины. Но так как милость Божия одарила меня чем-то таким, благодаря чему я ныне оказался над всеми вами, то ныне, открыв только что вам всем великую тайну пророчества о третьем, я чуюсь быть и дальше всем вам полезным, и вывожу вас на путь истины. Подданные мои, вот было превеликое множество всяких яарин, знамений над нашим городом. Но знамения ждаются человеку, чтобы он задумался. Такое толкование яснее ясного. Задумаемся же мы все. Я не боюсь сейчас этого своего призыва, но хочу помочь вам всем подняться до истинной веры путем философского размышления, хотя многие считают, что именно размышления приводят к распроклятой ереси и неверию. А мы все-таки задумаемся и не будем больше путать размышления с той ересью, до которой додумались у нас некоторые тупоумные люди, которые решили, что сейчас надо нам всем бежать в Индию, чтобы там разбогатеть.
Подданные мои, если вы задумаетесь, то откроете, что Бог есть жизнь и познание Вселенной, и подобно тому, как жизнь всякого организма присуща его частице, так и Бог присущ всем частям Вселенной, горам, рекам и морям. И как познание не изменяется с изменением вещей, так и божество неизменимо при переменах в явлениях Вселенной. Могут перемениться имена, но что в перемене имени? Пыль. Как познание не может быть запятнано, так и божество, хотя и пребывает неизреченно во всех вещах, ими не запятнывается. Мудро и просвещенно, говорит перед диваном Иосиф, разъясняя изречение Александрийского жреца, открывшего людям учение масона. Стелется словесный туман, заполняет помещение, пьянит непонятным, как опиумный маг, размягчает мозги. Кто из слушающих его, раскрыв рот, толстобрюхих Амилий, кто из проглотивших палку сафиров, слышал когда подобные премудрости? Дивно и страшно всем. Верят и не верят. И вспотевшими висками, своими похолодевшими мочками ушей, губами, начинающими трескаться от пересыхания, почувствовал Иосиф, что пал перед ним бунтовавший диван, духом на полу распростерся, а подавлен дух, теперь и мозгам можно счетец предъявить. Мои подданные, полагаю, что доказал я всем вам, что одно мы все с вами, и все, как бы каждый не называл для удобства своего собственного покровителя на небе, под одним Богом ходим, одному вездесущему божеству неизреченно поклоняемся. Теперь же вот земные цифры. Вы, Амили, таможенники, сборщики налогов. Сколько дирхемов получили в пользу города от наших застав на великом торговом пути из руссов в арабы? Уверяю вас, что многократно больше, чем кто-либо когда получал на другом пути. Вы замолчали, прикидываете в уме. Не прикидывайте. Я скажу сам, что если то, что получили мы от налога и торговой десятины, сравнить с добычей от самого блестящего военного похода, то все одно это будет, как ставить солнце рядом с луною. Золотой мешок без дна сравнить с горстью монет, про которые еще никогда не известно, удастся ли завтра отнять снова у противника. Удачное расположение города сказало нам: опустите каждый руки в реку, и к ним будет прилипать плывущее мимо золото. Вот я вижу. Все Амили склонили головы, все Амили подтверждают мою правоту. Так что же мы тогда смотрим теперь, как кое-кто из нерадивых наших сограждан учиняет на улицах бездумный бунт? Что? Испугались, что Барс придет? Ну так случилось, значит, в мире, что Барс рядом с нами ходит. А нам до этого что? А коли мы уж очень боимся Барса Святослава, то давайте наймем побольше войска. Или у нас нет золота, чтобы большое войско нанять? Как опытный оратор, Иосиф сделал паузу перед главным делом, из-за которого он собрал чрезвычайный диван. Сделал паузу и потом объявил: сейчас евнухи внесут шестигранные подносы. Дайте мне деньги, ибо я помог вам всем заработать много денег. И мне можно верить. Дайте мне, как положено, согласно нашему обычаю, возложением на шестигранные подносы деньги, и я незамедлительно найду большое войско против Барса. Белые евнухи принесли золотые подносы. Идут меж рядов. «Дайте мне деньги!» — кричит Иосиф. Он знает, что сильные люди пришли на чрезвычайный диван с деньгами. Так уж всегда само собой разумелось, когда созывалось чрезвычайное собрание. Но сейчас евнухи по-прежнему ходят меж рядов с пустыми подносами.
Ни одна рука к подносу не протянулась, ни одна не кинула мешочка с монетами, ни одно движение не поколебало пламени 6 свечей, установленных по 6 святым углам каждого из подносов. Нет, не действуют на рахданитов, знающих пути, священные подносы. Или рахданиты уже и вправду другие пути для себя определили, перевели деньги из Хазарии в другие страны, а Хазарию бросают. Иосиф торопливо берет и поднимает плод граната. Бадахшанские рубины, поймав мерцающий свет свечей, вспыхнули военным жаром. Не верите в подносы? Может быть, поверите в плод граната? Ах, лучше бы не поднимал Иосиф на руке плод граната. Вот и голос, которого Иосиф не ждал, не хотел, который не мог давно уже поверить, что он раздаться может. «Приведи Кагана!» Раньше, когда-то, уже совсем давно, так кричали, когда решали всей массой народа выйти на войну. Крик «Приведите Кагана!» означал тогда объявление похода, ибо полагалось Кагану идти впереди войска. Боже, как давно такое было! Кто посмел такое вспомнить? Кто посмел Кагану вспомнить? Иосиф зеленеет лицом. Раздвоенный клинышек его бороды мелко дергается. «Эй, царь Иосиф, а приведи-ка Кагана! Пусть Каган, как положено, созывает войско. Пусть посылает гонцов за Куткул-Дукчи воинами по всем подвластным племенам, каждому племени, от которого у Кагана по жене наложницы в его великом гареме. Царь Иосиф, а ты вообще-то взял на свои предложения благословения у Кагана? Может быть, все наши нынешние беды из-за того, что в Куббу, золотую юрту, ты плохо заходишь?» И тишина гробовая. Как вокруг табатая сосуда для праха, перед тем, как поместить в него прах. Губы у Иосифа, его красивые, пухлые красные губы, трясутся. Взгляд Иосифа скользит по дивану. Он уже готов проклясть день, когда, подражая халифу, завел себе этот диван для советов. Советуйте, но знаете каждый свое место. Он, Иосиф, должен сейчас срочно кого-то наказать. Гневный взгляд ищет жертву. Песах? Ах, как он бы сейчас подошел вместо жертвенного козла! Ну зачем Серах надоумило бросить с башни этого Дауса, павлина? Кому он мешал? Фанхас теперь Кандар Каган, главнокомандующий. Его бы сейчас к ответу. Нет Фанхаса. Да и не решился бы Иосиф подняться на Фанхаса. Вот Завулон. Нету Завулона дочери замужем еще за 5 богатыми купцами. Гербулан? Да-да, этот подходит. Из степняков переметнулся к неизреченному богу, помощник Арса Тархана. Удобный мешок для битья. Нет, нельзя жертвовать Гербуланом. Кто будет тогда присматривать за Арс-Тарханом? А затем давно надо следить. Наконец Иосиф находит какое-то малознакомое, раскрасневшееся, расплывшееся от жира неприятное лицо. Красивым жестом Иосиф тычет в него рукою, указывая на него стражникам. «Вот ты! Это ты кощунственно усомнился в том, что я всегда беру благословение на свои поступки у святого Кагана? А? Молчишь?» У жертвы пересохло во рту и прилип язык к гортани. Жертва уже догадалась, что на нее падет гнев. Иосиф опускает палец вниз. «Арсти, уберите предателя, уберите этот труп, ибо что, коли не труп перед Богом, человек, который усомнился в святом?» Два стражника шагнули от стены, схватили жертву за ноги, поволокли вон. «Кол для него подлиннее найдите, чтобы всем на колу предателя было видно». Уже мягко, словно нравоучая, кричит вслед Иосиф. На шестигранные подносы начали кидать деньги, пока немного, но здесь ритуал.
Завтра Иосифовы Амили возьмут за бока каждого, раскошелят всех. Иосиф закрывает диван умной угрозой. Подданные мои, было мне вчера явление. Пришел ко мне от Всевышнего во сне ангел лика масон и сказал: «Передает тебе Господь, я с тобою, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, которые вокруг тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере. Рана твоя опасна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою, быстрого целебного врачевания нет. Все друзья забыли, не ищут тебя. В пустыне сейчас вопиешь ты о ранах своих, о жестокости болезни своей. Однако надейся, все пожирающие тебя со временем сами будут пожраны, все враги твои сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, ибо все в мире идет по кругу, и не знает каждый, где удачное время круга его». Иосиф разговорился, глаза его заблестели. Он и сам теперь верит, что поднимается над суетным гневом, летит в облака бинаха вдохновения. Его прервал вбежавший Масбар. Ужасно не кстати действовали сегодня оба вестника. Масбар начал кричать еще издали, из-за закрытых дверей: «Великий царь! Срочное известие!» Масбар дождался, когда к нему повернулись все головы, и заколотил себя в грудь. «Великий царь! Караван сверху сплавился, к городу подошел. Армяне-каменотесы в караване. Они церкви русам строили, теперь с деньгами домой плывут. С большой охраной караван. И наш один единоверец с караваном пришел, из Киева. Но все его у нас тут знают. У нас он прежде ремесленником был, хотя и еретик, но наш он, ему можно доверять. Он даже в блуднице сидел, народ ему поверит». Иосиф сморщился. Ему было обидно, что Масбар прервал его пылкую речь. Иосиф хотел было приказать, чтобы Масбара побили за неуважение к царю палками, но вокруг Иосифа все столь заинтересованно обсуждали принесенную вестником новость, что Иосиф приказать бить Масбара не решился. Он устал стоять. Переждая, пока уляжется шум, сел в кресло. Слуги не поняли и решили, что диван закрыт, и начали медленно задвигать над Иосифом небо. И он не сразу сообразил. Сам сидел и смотрел, как соединяется парчевый полог, закрывая нарисованное небо и Млечный Путь. Внезапно подумал он, что, может быть, в последний раз смотрит на свое собственное небо. С собрания никто уже не выползал. Выходили, разговаривая толпами. Белые евнухи тоже потеряли уважение к Иосифу и стали, экономя воск, торопливо гасить толстые желтые свечи, даже не дождавшись царственного знака. А внизу толпа наконец-то проломила двери во дворец, но, побежав, ударилась о толпу выходивших с дивана, рассыпалась. Иосиф подумал, что вот все-таки даже и из невыгодного извлеклась выгода, толпа-то остановилась. И сам же поправился. Не остановилась, запнулась. А остановить? Видимо, теперь ее уже остановят только они. День 36. Вениамин, сын Десницы. Чем ближе было к родному дому, тем мутнее становилось на душе у Вениамина, и не знал уже о себе Вениамин, кто он, спаситель или мститель. Было лестно ему там, в Самбатасе, в Вышгороде, в резиденции Ольги в Киеве, что властительница Руси предложила ему пойти в поход
со Святославом на случай, если понадобится управлять в Утиле, и был перед Ольгой искренен он, когда, как топчущий в точиле, брызгал кровавым гневом на несправедливости в городе, на реке, и доказывал, что, управляя разумный правитель городом, а не Иосиф, например, он, Вениамин, он бы жил с русами в дружбе. Но вот вышло и пошло к городу войско, и сбежал вперед, не решился вернуться с чужим войском, а теперь и вовсе спешит он вестником опасности в родной город предупредить тех, кому сам же пришел с их врагами. Много думал Вениамин, что польза была бы для города, для всех хазар, если не незнакомый, безжалостный, а он свой после боя от имени Святослава над побежденными, пусть хоть врагом посаженный, воссядет. Кому ведь и поможет, обиженный сам своих не обидит. Думал так много, но не смогла душа его возложить на себя такой терновый венец. А теперь он стоял на мосту передней лодии, обнимая руками венчавшего нос дракона, и напряженно всматривался вперед, и в быстро сгущавшихся сумерках первым увидел вдали будто черную тучу, припавшую к воде. Он понял, что это город, и закричал с носа: «Вижу город!» Но для всех остальных, кто тут же подбежал к нему, увиделась только туча, и Вениамину что-то шепнуло, что не поздно еще ему признать якобы свою ошибку, сказать, что обознался, и сбежать, просто сбежать в неизвестность. Не приходить в родной город с чужим войском, но и не предупреждать город, а оставаться в стороне, высадиться на бреге и уйти прочь. Ежели жизнь состоит из скитаний, то не все равно, откуда их отсчитывать. Когда весной Иосиф мудро выслал старосту общины апонитов-еретиков в Самбатас, то вся мудрость была его только в том, чтобы отослать Вениамина подальше от Хазарии. Никаких дел с русами Иосиф вести Вениамину не поручил. А если позже под нажимом Сирах и поручил, даже посольскими полномочиями его облачил, то, видимо, злорадно надеется, что казнят русы нового посла Хазар в отместку за очередную казнь на песчаном берегу возле города. Однако изменчива бывает судьба. То совсем вниз сбросит, то вдруг вознесет. Знакомые купцы из русов замолвили за Вениамина слово, а знающие ремесла руки быстро приобрели для Вениамина уважение у русов. Так, может быть, где и в другой стране опять помогут Вениамину его знающие ремесла руки. Ремесленников ведь никогда не убивали даже самые беспощадные восточные деспоты. Охотно принимали при любом дворе. Бежать. Вениамин даже было подвинулся ближе к борту. Но мысль о родных остановила его. Дочери, внучки здесь, в городе. Любимая Сирах. Всего несколько полетов стрелы до них. Как же он убежит, так и не повидав свое семя? Взошла луна, и город увидели все. Провиднелось то, что казалось лишь тучей, и все вместе с Вениамином различили теперь частокол стен, петлей сбегавших к воде, остров посреди реки и наплавной мост к нему с обоих берегов. Белый дворец высокой белой башней блестел на острове, и на крыше дворца прыгал и тянулся к луне человек в белом длинном одеянии. «Царь молится, просит у луны помощи», — объяснил Вениамин толпившимся вокруг него. В большинстве среди них были армяне-каменотесы. Они спешили на родину. Побоялись, что война Руси с хазарами затянется, и упросили полководца русов, молодого Святослава, сына Ольги, пропустить их вперед в войско, чтобы они успели проплыть мимо города до открытия военных действий. Армяне поклялись Святославу на кресте, что будут молчать о войске.
Вениамин обманул армян, сказав, что Святослав разрешил ему уйти с ними. Когда подплыли вплотную к городу, ворота были уже закрыты, но староста армянской артели взял мешочек с серебряными монетами, пошел под ворота, и не прошло много времени, как серебро сделало свое дело. Вениамин назвался в воротах торговым гостем из Самбатаса, Вышгорода. Стражники подозрительно посмотрели на потрепанной тузурке кувшин, на голове Вениамина, на затрепанную пеньковую веревку, подпоясывавшую его халат. Однако допытываться, где его купеческий товар, не стали. Вениамин протянул им монету. Потом он лежал на земляном полу караван-сарая рядом с быстро захрапевшими армянами-каменотесами, вслушивался в шаги арсиев, стороживших караван-сарай, и представлял, как с рассветом, едва по городу можно будет ходить, пойдет искать дочерей. Вениамин проснулся, почувствовав, что его сильно трясут за плечи. «Спишь, почтенный купец? А люди ждут тебя давно в доме собрания. Поблагодари меня, что я пришел за тобой. Меня зовут Мазбар, я торговец, а еще записан наблюдателем за луной при храме. Я как узнал от стражников, что с караваном сверху единоверец сплавился, сразу побежал, всех оповестил про тебя. Иди же скорее молиться нашему Богу, почтеннейший, не томи людей». Вениамин встал с земляного пола, достал из своей котомки другие одежды, начал переодеваться. Он сообразил, что идти ему совсем рядом, в старый молитвенный дом, что за караван-сараем. Он не удивился, что его позвали, все было по обычаю. Любой прибывший единоверец, справив неотложные дела, спешил в Кинасу для очистительной после странствий с товарами по чужбине среди инопленников молитвы. Ну, а там его ждут все, и он имеет полную возможность сочетать Бога и пользу, душу очистить и сразу себя людям показать, знакомство восстановить, людей поучить, рассказать про цены там, где был, про товары ходовые, про обычаи, и сам перенять себе полезное. Когда Вениамин переоделся, то Мазбар поглядел на него с испугом. Вениамин-то вдруг снял с себя одеяние достойное, а надел имевшееся, оказывается, с ним в запасе, вовсе к Божьему делу непригодное. Однако в испуге Мазбара вскоре появилась и какая-то радость. Уж не от возможности ли новой сногсшибательной сплетни? Оттого и не сделал Мазбар Вениамину никакого попрека. Во дворе караван-сарая Вениамин остановился. Понадеялся, что при полной луне разглядит свой тополь, тот, что рос у пепелища, где когда-то был его дом. Тополя Вениамин не различил, но все равно, глядя в его сторону, опустился на колени, стал молиться. Мазбар все торопил его, и Вениамин, молясь, представил, как и в самом деле нетерпеливо должны ждать его в старом молитвенном доме. Мир полнится слухами, да и сам он, Вениамин, состояв в последние месяцы послом Хазар при Ольге, известил Иосифа о сборах большого войска, начатых Ольгой. И хоть ни сама Ольга, ни ее сын Святослав, полководец, не объявляли, что собирается основать Третий Рим, однако на каждый роток не накинешь платок, и никому не запрещено было догадываться, что племена на Руси собираются, как пальцы на руке, в один кулак, чтобы сначала садануть этим кулаком по своему давнему врагу на востоке и обеспечить себе тыл с торговым выходом через Каспий в Китай, Индию и Халифат, а затем попробовать перенять славу у нынешнего Второго Рима Византии. Ольга хитра, крестилась в Новом Риме сама и готовит исподволь крещение Руси. Уж не для того, конечно, чтобы из-под руки Базилевса глядеть. А тогда для чего? Ясно, что для того, чтобы единой верой многие народы объединить и Третий Рим поставить. Вениамин понимал, что именно о Третьем Риме и ждут сейчас больше всего новостей в родной общине, куда он сейчас придет. Он даже представил,
как стоят они сейчас все тихо и молча, тесно прижавшись друг к другу под низким и душным потолком молитвенного дома. Базарганты, купцы, ведущие местную торговлю, менялы, посредники, арбузники, меховщики, клеевары, другие ремесленники. Может быть, даже и кто из его Вениаминовых зятьев, если какая из дочерей уговорила мужа перейти в свою веру. Сейчас все они прослышали про гостя из Руси и сбежались на молитву. Затаив дыхание, стоят, делают вид, что молятся, а сами ждут одного, чтобы успокоил их гость. Среди тех ведь, что придут в старый молитвенный дом, не будет ни узурпатора власти Иосифа, ни ожиревших работорговцев, которые ради успеха всемирной работорговли, не моргнув глазом, разделили бы мир на две части: избранное крошечное племя работорговцев и всех остальных рабов. Ни Завулонов, ни Пуришаддаев, у которых торговые дома и на западе, и на востоке, а деньги на случай войны давно переведены в безопасное место. Здесь, в старом молитвенном доме, его встретят такие же, как он сам в сущности, незлобивые и работящие люди, и они будут с надеждой заглядывать ему в глаза, чтобы он их успокоил. Сказал, что не будут страдать они за подобных Фанхасу, что смогут еще какое-то время никуда не бежать прочь, не идти в скитание, а обыкновенно заниматься своим ремеслом или торговлей и ласкать вечером своих детей и делить ночью ложе со своими приятными женами. В старом доме собрания у караван-сарая на берегу разбушевавшейся вдруг реки в полночь стоял молча торговый и ремесленный люд. И не толкал один другого, не оттирал другого с хорошего места, и предупредительно не уступал место нужному человеку, и никто не делал знакомств и озабоченно не спрашивал о ценах на базаре с таким видом, как будто, мол, и у него тоже есть свое достаточное дело и кое-что звенит за душой для этого дела припасенное. Стояли все плотно, и хотя не всем нравилось, что среди них затесался заводной начальника стражи Гербулан, но и его стерпели. Очень бы хотелось его ущемить, не допускать бы к себе, потому что уж слишком он грубоскулый, клыкастый, за душой ничего, кроме оружия, не имеет, да к тому же еще многие помнят, как уже даже после женитьбы на серах любил он называть Хуангшиву вонью, тех самых, с кем теперь рядом стоит, к кому прижался. Люди помнили, как нещадно бил Гербулан кнутом своих будущих единоверцев, когда они в городских воротах царя Иосифа не так поприветствовали, в грязь недостаточно быстро упали. Как и после вступления в заветную веру продолжал Кувшинов, дело не дело, нещадно бить кнутом. Там уже на голове такой же высокий кувшин, серебром расшитый, общиной ему подаренной, одной рукой придерживал, а в другой руке кнут ходит, спины единоверцев горячо ласкает. Однако, как Гербулана теперь свой круг не допустить, как двери перед ним поганцам в Кинасу закрыть, коли уже не Буланом, а Гербуланом его называть надо, коли он высокомерно носит как титул это обозначение прозелита Гер. Как бы вообще все эти новоиспеченные геры, захватывая власть, не объявили обозначение Гер равным Беку, вождю, или даже Тегину, принцу. А что? Заплатит Гер Фанхас хорошенько за нужную справу блудницы Академии. Благо он уже женщину теперь совсем подмял, больше она ему не строптивится. Что? Геру Фанхасу говорят только, что лоб о дубовые двери народ разбил. Другой такой же Гер тут объявится,
и этому следующему блудница звание светлого тама присвоит. Служить его деньгам свято будет. А глядишь, и Гербулан где-нибудь золото награбит. Время-то смутное, капиталы быстро растут. Вот и стоят теперь все с поганцем Буланом рядом. Все давно вере преданные, иные за веру из халифата или Византийской империи прогнанные, а веру не сменившие, стоят рядом с примазавшимся. Такие уж пошли теперь времена, что приходится к поганцам прижиматься. Потому вот стояли все и молчали. Конечно, про Фанхаса и Булана, про других таких же каждый про себя в памяти держал. Но сейчас люди стояли и только ждали. И в ожидании их, словно эхо в пустом тузурке и кувшине, гулко ударялся звон речной волны, разбивавшейся где-то внизу под высоким берегом. Вышли из задней двери несколько святых отцов, матерчатый наушник у каждого на ухе, матерчатый ящичек в левой руке. Что они сейчас слышат из своих ящичков? Священники протиснулись через все помещение к парадной двери, хотели обратить на себя внимание, увлечь своим примером, но в толпе никто не поспешил также надеть наушнички матерчатые и ящички свои в руку взять. Видно, не до голоса Бога всем сейчас, кроме священников, для которых это служба. Другого голоса в толпе ждали. Долго еще ждали, пока не пустил кто-то по рядам ножницы и бритву. Тогда молча стали люди выстригать и срезать волосы друг у друга.